схему вы все знаете, это обучение криптовалюты, и концепция их взгляд с точки зрения ислама. Когда это мероприятие готовилось, в принципе, организовывал Кавакин и по России, идея была не столько о криптовалюте и биткоине рассказать, сколько о взгляде ислама. Потому что, в принципе, что такое криптовалюта и что такое биткоин, можно какой-нибудь из этой лекции почитать по своему интернете, и материалов там гораздо больше, гораздо лучше, гораздо шире, куча вопросов, можно эксперты будут лучше, чем я даже. Вот. Но подготавливая, постепенно смотрели, что все-таки так или иначе какой-то экскурс в то, что это, как это, делать придется. У меня вот поэтому такой вопрос, я хотел немножко понять, вот, с аудиторией, с которой столкнулся, кто знает, что такое блокчейн? Кто не просто знает слово, а может объяснить, что это такое? Я больше буду рассказывать про блокчейн и чуть-чуть про криптовалюту. Почему? Потому что криптовалюта это частый случай блокчейна. Все это слово слышали. Еще одна из причин, почему я посвятил большую часть этого про блокчейн. Буквально, получается, ровно неделю назад был форум в ДК, там глава был, его слово блокчейн прозвучало. Глава просто стал, помнишь, да? Я сказал, что такое блокчейн? Выступал чиновник, умный человек, надо нужно. Но видно было, что человек понимает, что это блокчейн, но объяснить никак не смог, совершенно никак не смог. Если мы возьмем определение блокчейна, да, это цепочка блоков транзакций. Вы просто расслышите цепочку, что такое блоки, что такое транзакции. Я постараюсь коллекцию сделать, оттолкнувшись от обратного немножко, и через то, что показать, по-моему, то, что люди знакомы, что люди не знают. Начнем мы вот с чего. Все слышали это слово? База. Все знают, что такое база. Что это за база? Еще варианты. Это любая база, хранится какие-то определенные данные. В каких-то разных сферах базы данных есть недвижимость, есть операции. Просто база данных. Биографию можно назвать человека базой данных, там же есть данные. Биографию человека можно назвать базой данных? Нет, определенные какие-то данные. Она структурирована. Если много биографий, то можно. База данных – это структурированные данные по определенному алгоритму или по определенному набору, чаще всего собранные в одном месте. Она может быть собрана в одном месте, она может быть распределена по разным местам. Так или иначе, имеет возможность взаимосвязи между собой и как-то получить из одной точки этой базы данных другую часть. Классические базы данных построены в виде таблиц. Кстати, картотека, например, да, простая, помните, советская, в 60-70 годов, это тоже база данных. Картотека чаще всего это какие-то структурированные данные, либо о персоналиях, либо о каких-то там, не знаю, лекарствах, либо карточки научных статей, но они имели определенную классификацию, стандартизацию. Классическая база данных выглядит обычно в виде таблицы, классическая компьютерная база данных. В таблице есть заголовок таблицы, так называемые поля, и данные, которые соответствуют этим полям. Наверное, вот это всем непонятно, постараюсь на примере финансовой таблицы показать. Увидим фамилию, имя, отчество, номер счета и сумму. Чаще всего во всех таблицах, базах данных, есть какой-то уникальный идентификатор, который идентифицирует эту запись. Вот это у нас структура базы, это у нас записи в базе данных. У каждой записи чаще всего есть свой уникальный идентификатор. В данном случае у нас уникальный идентификатор – это номер счета. Посмотрим другую таблицу. Здесь мы видим номер счета, дата и операция, приход и расход. Классические первые базы данных представляли себя просто таблицу, потом таблицу или несколько таблиц. Потом появились так называемые реляционные базы данных, в которых данные из одной таблицы, из одной ячейки имели реляции, связи с другими функциями в этой же базе данных или в другой базе данных. Как пример, чаще всего, когда оператор, например, в банковской сфере видит фамилию, отчество, номер счета и сумму, которую он на счету, эта сумма, как поле, формируется автоматически в момент просмотра по уникальному полю номера счета. Компьютер берет уникальное поле, в данном случае номер счета, берет транзакцию, операцию, которая произошла, приход 5000 рублей, смотрит дальше, ищет следующую такую же запись, уникальную запись, еще раз, уникальный, у нас это уникальное поле записи, это номер счета, смотрит, опять видит расход,
сделал еще одну транзакцию. Это плюсовая, то есть положительная транзакция, отрицательная транзакция, производит математическую операцию, получает результат просто. То же самое можно сделать с остальными операциями. Это классические базы данных. С этим понятно. То есть ничего сложного. Есть определенные данные, которые в определенной форме, чаще всего табличные, эти таблицы могут иметь между собой взаимосвязь. Базы данных могут храниться как где-то в одном месте, физически в одном месте, на одном компьютере, либо на одном сервере. Либо они могут быть распределенными, храниться на разных компьютерах, на разных серверах. И так или иначе они имеют единую структуру, единую точку управления, либо несколько точек управления. Вот примерно как это выглядит. Чаще всего. То есть есть одна, неважно, это может быть вот эти три, например, части, они могут находиться физически в одном месте, физически в разных местах. Но для пользователей они предстают как единое целое, которые к ним обращаются. Зачем я вам все это говорю? Чтобы, оттолкнувшись от этого, было понятно, что такое блокчейн и чем он отличается от физического выражения. А теперь я бы хотел, чтобы маленький игру сыграли. На примере этой игры я вам сейчас объясню. Примерно так, мне нужно 5 человек. Давайте двух девушек и 3 парней. Видите поле, да, которое у вас есть? У вас есть данный блок, номер блока, время, подтверждение, пока поле пропускали и поле данных. Вот пиши, как тебя зовут? А? Магомед, напиши. Пиши Магомед, например. Магомед, да, Магомед, пиши. Там пиши прям, Магомед. Купил. Да, купил у Казбека. Не знаю, именно там, вот в этом, неважно, вот это поле. Купил у Казбека машину за 100 тысяч. Номер блока 1. Подписи потом, сейчас подписи разберем. Время. 15 сколько? Достаточно. Казбек. И на полученные деньги, на полученные за машину деньги. Да, на полученные за машину деньги за машину. За машину купил iPhone. Купил iPhone, ну и пригласил друзей отметить продажу. Пошел, хорошо отметил. Номер блок второй. Да, время для чего? Сколько я буду отметить? 15. Хорошо отметил вместе с Казбеком продажу его усилий. Кафе. Продажу машины Казбека, кафе. Как вас зовут? Сумела заплатить арендную плату за деньги. А? Нет, не обязательно. Просто за цепочку. Да, за аренду.
извиняюсь, зря я говорю. Может, да, я не заметил сейчас. Это блокчейн? Нет. Так. Нет, сейчас. Это структурированные данные. В этих данных есть номер записи базы данных. В этих данных есть время. В этих данных есть сама операция, транзакция. Если мы, допустим, верхнюю одну уберем. Это все равно блокчейн. Это все равно блокчейн. Это все равно блокчейн. Блокчейн. Так, давайте так. Подождите, господа, давайте так. Я заканчиваю, вы задаете вопросы. Так. Помните, мы говорили о карточках. Вот это классическая база данных или карточек. По сути, каждая данная это независимый, можно его представить в виде независимых данных. И такой, пошел Абукар, например, да, пошел хорошо открыл продажу машины Казбека в кафе Фатиме. Это отдельная запись, это отдельная вещь, отдельное действие. Но это полное законченное действие, транзакция. Что такое транзакция? Если мы сейчас откатимся назад, когда мы говорили о счетах, транзакция это операция базы данных, которая или выполняется целиком, или не выполняется вообще. То есть представьте себе ситуацию. Мы, например, взяли со счета, например, Петрова, да, и попытались перевести 1000 рублей на счет Иванова. Что мы должны сделать? Мы минусуем на 1000 рублей счет Петрова и плюсуем на 1000 рублей счет Иванова. Представьте себе ситуацию, минусовать не сумели, но что-то произошло, а плюсовых не успели. Например, свет выключился, база сломалась, что-то вылетело. Так вот, транзакция это такой программный, реализуемый чаще на программном уровне метод, когда действие или выполняется, операция выполняется целиком, или она не выполняется вовсе. То есть, если данные в момент, когда они были сняты отсюда, еще не успели попасть сюда, транзакция не была закончена, не получила статус завершенный. И эти данные по факту отсюда не пропадут. Хотя они были сминусованы вот в этой вот таблице. Минусы мы будем видеть, но так как будет здесь еще на поле транзакция подтверждена или не подтверждена. Транзакция не подтверждена, это действие не будет засчитываться. То есть транзакция это полноценная операция, которая выполнена полностью от начала и до конца. Вот эта транзакция, она выполнена полностью. То есть Магомед купил у Казбека машину за 1000 рублей. Это означает, что Магомед отдал ему свою машину и получил от него 1000 рублей. Если бы она не была полной, получилось, что Магомед, Казбек обманул Магомеда, забрал машину, сказал, я тебе верну послезавтра, деньги, транзакция закончена. Действие не совершено. Если мы представим вот эти данные не просто как данные записи в таблицу, а как, видите, что эти данные взаимозависимы. Одно зависит от другого. То есть, когда смог на полученные деньги за машину, если не было полученных денег, вот здесь вот, то не было продана машина, не было бы действий. Вот в самом простом, классическом и тупом смысле, который только можно представить, это блокчейн. Каждый блок это транзакция. Можно даже, знаете, говорить не о транзакции, может быть просто данные, неважно, не обязательно транзакции. Теоретически, если мы говорим даже просто о данных, это блокчейн. Это блок данных, каких угодно данных, неважно, там, бабочка, мотылек вскочил, улетел куда-то, как японцы пишут, что мне понравилось, это очень хорошее, два действия, да, бабочка взлетела, мне понравилось, ничего страшного. Бабочка могла не взлетать, ему могло понравиться, это тоже данные. Но когда они собраны между собой в логическую структуру, идущую одна за другим, получается цепочка данных. То есть блок это у нас данные, чейн это у нас цепь, так она переводится. Примитивный, до безобразия примитивный, тупой блокчейн вы видите сейчас. Вот это и есть блокчейн. Сейчас мы дальше начнем рассматривать, как он, что на самом деле в современном мире подразумевается под блокчейном и чем это отличается.
отличается от всего остального. У нас есть данные, у нас есть цепочка данных, которая идет одна за другой. У нас есть номер блока, время, когда это произошло. Теперь, дает это нам какую-то надежность? Ну, например, сильно ли это отличается вот от этой таблицы? Скажем, никакой надежды. Равно как и это. Насколько я знаю, именно блокчейн очень же популярен, потому что тут нельзя ничего дарить. Сейчас узнаем, вот почему нельзя. Вот есть база данных, да? Неважно, как она хранится, помните, вот мы видим, один сервер у нас был, это хранилось в мире. То есть вот это все, представляем, хранится здесь в табличной структуре. Классические базы данных. Что есть в этой базе данных? Есть таблица, в которую, в принципе, имея доступ, можно вмешаться. Я имею доступ вот к этой базе данных. Я могу вот так вот это стереть маркером, да, и сверху написать что-то другое. Вот здесь я могу написать, что Магомед Нематович не купил iPhone, вот, а, например, дал их мне. Или пообещал мне дать что-то, да, и как-то вклиниться, сказать, что ты мне должен отдать. Я могу, например, убрать эту запись и сказать, что вот эти две записи крайние, и получается, что Завидов и Тита все до сих пор еще должны быть. То же самое, если она записана в табличных данных, можно сделать абсолютно то же самое. И тот, у кого есть доступ к базе данных, может его поменять 1, 10, 20. Здесь было маленькое поле подтверждения. Вот вторая отличительная черта блокчейна от баз данных — это то, что вот здесь вот в этом маленьком поле, я надеюсь, вы все видите, вот в этом маленьком поле каждое следующее действие, проходящее в блокчейне, каждый следующий блок, перед тем, как появиться и существовать, подтверждает наличие существования предыдущего блока. Кроме первого блока, потому что первый блок он все-таки должен быть создан в любом блокчейне вручную, и первый блок называется Genesis блок. Блок Genesis. Так вот, второй блок, когда на полученные деньги за машину Казбек купил iPhone, перед тем, как это сделать, он вот здесь вот в поле подтверждения написал: подтверждаю блок 1. Он подтвердил этот блок. Он его подтвердил. И только после этого появился сам. На самом деле блокчейн может появиться и потом, вначале появиться, а потом подтвердить. Но подтверждение нужно в любом случае. Следующий блок, он подтвердил блок 2. Блок 2 у нас подтвержден. Следующий блок подтвердил блок 3. И следующий блок подтвердил блок 4. Понятно, ясно? Разница какая есть. И разница много, это одна из разниц, которая есть в классической базе данных. То есть каждый следующий блок подтверждает существование предыдущего блока в блокчейне. Отсюда вопрос. Представляем такую структуру. Кто-то к ней получил доступ к этой структуре. Он может изменить его? Подтверждение теряется. Почему? У меня есть доступ ко всей этой базе. Вот она в единственном экземпляре хранится в одном месте. Как ты говоришь? Хранится она в одном месте. Вот она вот здесь. Я могу тихонько вот здесь перечеркнуть и здесь подтверждение подписать уже другого, измененного мной блока. Почему не могу? Ну, еще как, в чем проблема? Что мне мешает изменить буквы и цифры? Ничего не мешает. А теперь представим себе ситуацию очень банальную и простую. Джибрат, можно? Серый, есть. Вот так ровно положили, сделали как сперва. Да, сперва пока. Ну, там сверху написано. Сейчас, секундочку, только сделаю. Изменения сохраняет? Какие изменения? Ну вот у меня, она база данных была в одном экземпляре. Сейчас она была в одном экземпляре. Я администратор, у меня есть доступ. Я могу что хочу с этой базой сделать. В чем проблема? Чем она отличается? Без сохранения изменений. Вот то-то оно, что если есть доступ. Доступ есть, факт, а у меня есть доступ. Вот у меня еще ждал, принесет обратно. 5. А?
Давай другой есть. Сейчас сделаем. Можно, получается, можно менять. Классическое познание можно менять. что-то. Смотрите, сам по себе то, что вы сделали, это был блокчейн. Это блокчейн, но это не тот блокчейн, который сейчас используется. Я просто хочу от простого к сложному объяснить, почему современный блокчейн такой надежный, хороший, почему он так любят и чем он отличается. Если я сейчас одними терминами это выдам просто определение, он отличается этим, вот эти отличия никто не поймет. Жабра, более-менее регион стоял. Ты один лист сделал. Один лист сделать надо. Да, еще 4 сделай, пожалуйста. Вот это прям положи с ним. Больше полезен не для того, чтобы известными, а для больше. Это все полезно. Мы сейчас глубоко зайдем в Андере, и нам самое главное это вопрос доверия. В принципе, все эти технологии так или иначе строятся на доверии, чтобы учить такую систему, как сделать такую систему, которой могли бы доверять даже те, кто не умеет ее проверять. Как сделать такую систему? Современная финансовая система как работает? Есть банки, есть центральный банк, есть Министерство финансов и казначейства страны. Вы можете доверять, можете не доверять. Так? Вы выбираете, какому банку доверять, не доверять, но тем не менее вы зависите от них. То же самое с, вот, например, ну вот у нас договор, мы какой-то договор заключили. Какая система сейчас существует подтверждение того, что договор не заключен? Третья сторона. Третья сторона совершенно верно. Все-таки нотариусы, с чем ребята не все знают. Да, вот. Ваш язык куда ушел? А вот теперь смотрите, какую разницу мы сделали с тем, что у нас секундочку. Сейчас. А теперь представьте себе, что каждый блок, как только он появляется, я администратор, да, я вижу копии всех блоков, все хранится в одном месте, у нас централизованная база данных. Я могу поменять эти данные. А теперь представьте себе ситуацию, что как только появляется блок, его копия появляется у всех участников этой сети, этой цепи, этого чейна. То есть представим себе ситуацию, что появился блок 1, он появился не только у тебя, а сразу же его копия появилась у 5 участников. Появился блок 2. В блоке 2 было подтверждение блока 1, этот блок 2 также встал копией всех участников. Появился блок 3, блок 4, блок 5. Все эти блоки стали копией. То есть у вас у каждого есть одинаковая копия этих блоков. Почему не изменишь? Не можно. Ты узнаешь, А теперь считайте, ну я 6, например, да, 5 блоков, но я 6 участник сети. Важно, что 6 операций может быть больше, чем участников, может быть меньше, чем участников, но тем не менее, у вас у каждого есть копия. Что произойдет, если я захочу поменять данные? Я меняю данные, и этот блок пытается вам всем передать. Что вы сделаете? Вы его проверите и отвергнете, отклоните этот блок. То есть этот блок вы не засчитаете. То есть отсюда вывод какой? Это третье отличие. Очень важное отличие блокчейна от классической базы данных в том, что все блоки данных, вся копия данных хранится у всех участников сети, у всех людей. И это очень сильно уменьшает попытку изменения данных. Теоретически может появиться такая ситуация, при которой, допустим, вас 5, да? А нас 6 злоумышленников. И мы решили третий блок поменять. Мы его поменяли, переделали 4-й, 5-й блок, который его подтверждал, и 5-й, который его подтверждал, чтобы подтвердить свой третий блок. После этого мы начали его распространять. Что произойдет? Вы его отвергнете. 5 человек отвергло, 6 его подтвердило. В систему входит новый участник. Что он сделает? Совершенно верно. Он увидит, кому будет доверять.
блокчейн-сети, когда, чтобы взломать блокчейн-сеть, поменять данные, надо иметь сеть, которая имеет большие вычислительные мощности, нежели существующая блокчейн-сеть. Это возможно, теоретически это возможно, но вот на практике, как это осуществить, представляется огромной проблемой, потому что, например, если мы возьмем биткоин, да, как одну из реализаций блокчейна, в ней участвуют уже миллионы участников. Причем вычислительная мощность, там определяется по вычислительной мощности, а не просто по количеству. Вычислительная мощность этой сети такова, что даже если какое-то государство мира захочет войти в эту сеть с какими-то суперкомпьютерами стоимостью $1 миллиарда, у него очень маловероятно получится. Потому что вычислительная мощность очень огромная и большая. Дальше. Мама, просто для женщин, просто по последним данным нужно иметь более 400 миллиардов компьютеров в одно и то же время. Есть другие хитрости, когда мы перейдем к биткоину, я объясню, как можно это сделать по-другому, но это просто организационный момент, не личный. Смотрите, к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что блокчейн – это взаимосвязанная цепочка блоков данных, следующих один за другим, подтверждающих каждый предыдущий блок и имеющая, и копия всех этих блоков хранится у каждого участника сети. Это все запомнили. Всем это понятно. Поехали дальше. Теперь давайте посмотрим, какие преимущества есть у блокчейна. Мы сейчас немножко поговорим о преимуществах, потом перейдем опять немного к технической части, начнем усложнять его, чтобы перейти к, вообще, чтобы понять его полностью, и чтобы перейти к экономике. Первое преимущество мы с вами сказали, отсутствие центрального сектора. Всем понятно? То есть это распределенная база данных, у нее нету, она не двухуровневая. Как мы говорили, база данных и классическая может быть распределенная, когда сервера распределены физически по разным точкам для того, чтобы, например, увеличить отказоустойчивость системы. Но в любом случае, в тех, если мы вернемся сейчас, в той ситуации, так или иначе, она двухранговая. То есть вот это может быть распределенная часть, но эта часть считается рангом выше, это ранг ниже. Потому что эти участники обращаются сюда. В случае же, когда у нас идет блокчейн-сеть, все данные хранятся на каждой из копий. На каждом из узлов сети хранится копия данных. Можно сказать, наличие полной копии баз данных у каждого пользователя. Быстрые и точные транзакции. То есть транзакции у нас быстрые, потому что они электронные, точные, потому что они очень надежные, подтвержденные. Вот по поводу быстрой, когда мы уже будем биткоином, блокчейн считался очень быстрым, но с вариантом с биткоином, к сожалению, быстрый. Там имеет некие проблемы. Прозрачно сделать, посмотрите, момент, почему я сейчас начал обсуждать это, потому что здесь есть интересный нюанс. Когда данные хранятся в централизованной базе данных, например, финансовые данные, то каждый участник этой системы знает только о своих финансовых операциях. Так? И банк знает об операциях всех. То есть я не знаю, сколько денег на счету у Владимира, чем он занимается, я не знаю, чем он занимался в принципе. Если мы вернемся к этому, здесь я вижу все, кто кому что продал, за какие деньги, что он сделал, где он купил iPhone, с кем он потусил, где он посидел, кто получил, кто еще был выгодоприобретателем. Я понял, что Фатим арендует кафе, а Забида ему сдает в аренду. То есть я узнал достаточно много информации, будя нечисто на руку, можно было с этим поиграться, что-то сделать. Про сделки все в блокчейне в любом варианте прозрачны. То есть все сделки известны всем, все транзакции известны всем. Тут стоит вопрос, а как сохранить приватность? И в блокчейне у нас используется пятая вещь, такая называется шифрование данных. То есть еще раз, да, все сделки будут открыты, то есть все сделки будут всем видны. Другой вопрос, что можно обезличить эти сделки с помощью шифрования. Чтобы только два участника сделки, либо три, если их больше, только участники сделки знали друг друга по именам, или же могли друг друга идентифицировать, а остальные не могли. Можно сделать так, чтобы даже они друг друга не могли идентифицировать с помощью шифрования. Как это делается, мы объясним чуть-чуть попозже. Теперь смотрите, мы говорили, нет центрального сервера. Это что-то вроде вот такого. Вот это все равнозначно, то есть это там десктоп, лэптоп у нас, там, еще как-то, неважно. Вам это ничего не напоминает? Что? Не, забудьте про софт, не, логику. Матрица. Сеть. Еще.
Вам это не напоминает? Одноранговая сеть вам о чем говорит? Одноранговая сеть. Не локальная сеть, в принципе одноранговая. Где вы равный участник. Вы получаете и отдаете. Торрент? Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, по сути, это одноранговая сеть, пиринговая сеть, то есть peer-to-peer. Точка, ну не точка peer-to-peer, point-to-point, но peer-to-peer это соединение к соединению. И современный блокчейн вырос от технологии передачи обмена данными используя BitTorrent. Не прям BitTorrent, но большая часть BitTorrent и протокола, и вообще идея пиринговой сети. То есть в отличие от выданного сервера, у нас на все устные сети работают. Далее. Посмотрим, давайте, интересно, где мы можем применить блокчейн. Сейчас зря показал, надо было вас спросить. Ну ладно. Денежные транзакции. Все криптовалюты, о чем мы будем говорить. Коммерческие контракты, договоры сделки. То есть блокчейн можно загнать контракт, мы только сейчас с ним говорили по поводу третьего лица, да, который подтверждает нашу сделку. Это нотариат. Ну, либо кто-то, кто выступает третьим лицом. В случае блокчейна туда можно загнать нашу сделку, и эта сделка будет подтверждена всеми участниками. И отказаться уже от этой сделки будет невозможно. То есть количество подтверждающих эту сделку, она очень огромная. Секундочку, я назад вернусь сейчас, чтобы вам что-то объяснить. Смотрите, вот в чем плюс. На самом деле, распределенная пиринговая сеть, ей в принципе наплевать. Вот вышел этот узел из сети или нет, вышел этот узел из сети или нет, вышел этот узел из сети или нет. Ей без разницы. Она может существовать на одном узле, а может существовать на миллиарде узлов, например. Так или иначе. Ей без разницы. То есть сколько бы в этом узле не было, сколько бы в этой сети не было узлов, значения это не имеет. Почему? Потому что наличие полной копии каждого участника. То есть, когда мы возвращаемся к нашей сделке, даже если кроме нас там один участник есть, он уже доходит к нашей сделке. Понятно? Смысл ясен. Вот используя блокчейн как для денежных транзакций, несмотря на то, что сейчас получилось самое наибольшее развитие, вероятно, в будущем будет все остальное получать развитие. А вот это отдельный разговор. Коммерческие контракты, договоры сделки. Далее, покупки товаров и услуг. Это тоже, в принципе, часть. Это контракты можно рассматривать как контракт. Передача конфиденциальной информации. Сейчас есть доступны хорошие способы передачи конфиденциальной информации. Блокчейн, в принципе, особо от них не отличается, его тоже можно использовать. Причем, в отличие от классического метода, он позволяет еще третьим лицам, не имея доступа к самой информации, факт передачи этой информации подтвердить. Страхование, социальная защита, страхование в широком смысле этого слова, как процедура страхования бизнеса или еще чего-то сделать, так и страхование жизни, здоровья и социальной защиты. Защита и передача права собственности – это тоже тип сделок. Управление личными данными в блокчейне можно просто хранить какие-то данные. То есть у нас не обязательно должны быть взаимосвязаны, помните, я делал ремарку небольшую, что там можно хранить любые данные, какие угодно. Архивирование официальных документов. Не обязательно, не только архивирование, но и, например, просто, скажем так, печать официальных документов. Когда в блокчейн заносятся официальные документы, они доступны в блокчейне, они всегда будут храниться в этом блокчейне, и они будут доступны всем желающим, кто хочет им пользоваться. Защита интеллектуальной собственности и т.п. В принципе, тогда можно загнать очень много. На неделю назад на этом форуме, если не ошибаюсь, Аза ее звали, да, которая выступала по блокчейну, она привела очень смешной Ася, очень смешной пример, я уж смеялся, что, например, можно взять помидор, да, и получить всю информацию с блокчейна об этом помидоре. Кто это помидор, кто рассаду сделал, кто посадил этот помидор, кто его вырастил, когда он вырастил, кому он по цепочке данных был продан, и каким образом он дошел, образно говоря, до стола человека, где он находится в данный момент. Сфера применения огромная, потому что, еще раз, возвращаемся, это распределенная база данных. Другой вопрос, насколько эффективно хранить там или неэффективно, это уже второе. Это надо в каждом случае смотреть. Так, теперь вопрос. Вот данные, мы сказали, да, и пиринговая сеть, peer-to-peer. Получается блокчейн? Получается блокчейн. Но это не тот блокчейн, который сейчас используется в мире. Почему? Потому что данные, о которых мы говорили, они открыты. Теперь мы немножко поговорим о такой интересной штуке, о хэше. Кто не слышал это слово?
Кто знает, что такое хэширование, хэш-функция? Шифрование. Эти айтишники руки поднимаются. Смотрите, хэш – это математический алгоритм, позволяющий преобразовывать, производить однонаправленное изменение информации. То есть с помощью этого алгоритма возможно преобразовать определенным образом данные в одну сторону, в обратную сторону полученных данных преобразовать и получить исходные данные невозможно. Попытаемся рисовать. Мы берем какие-то данные на вход, делаем операцию хэширования и получаем хэш этих данных. Но вот обратную процедуру мы сделать не можем, потому что вот этот алгоритм, он сделан таким образом, что он не имеет обратного возможности для реверса. Как это происходит? Мы сейчас рассматривать не будем, потому что это сложная математика, это высшая математика, я не лучший лектор этого вопроса, просто примите это как данность. Есть алгоритмы, эти функции описаны несколько десятилетий назад, они существуют. Мы сейчас с вами сделаем маленький пример, проведем хэширование некоторых данных, чтобы вы поймете, зачем нужно хэшировать. Сейчас я вам покажу на примере карточки. Это один из многочисленных сайтов в интернете, на котором можно провести операцию хэширования. Возьмем любое слово, например, кого-то. И проведем операцию хэширования. Здесь внизу мы увидим результат. Это разные алгоритмы хэширования, которые у нас есть. Вот оригинальный текст. Это если оригинальный текст представить в байтов. И вот разные функции хэширования. Самая популярная функция, которая в интернете использовалась, была вот эта функция физической проверки 30 секунд длины. Потом появилась MD5, очень распространенная была. Сейчас используется, вот, например, в биткоин сидят используется. Шифрование, да? Это не шифрование, это хэширование. Но хэширование используется под шифрование. Шифрование подразумевает, что вы можете в обратную сторону получить данные. В случае хэширования вы не можете в обратную сторону данных получить. Понятно? Шифрование подразумевает, что вы в обратную сторону можете сделать реверс. Хэширование подразумевает, что вы не можете сделать в обратную сторону реверс. Вы можете только попытаться перемножить между собой, образно говоря, два огромных числа и пытаться найти два числа, которые в результате дадут хэш. Например, брать одно какое-то, не так. Берем одно какие-то данные, входы, производим на один хэширование, смотрим, совпал хэш с этим, нет, не совпал. И вот берем следующие какие-то данные, неважно, там, например, по букву, по строчной, еще как-то берем. И ищем, бесконечно усложняем. Но мы не можем обратную функцию сделать. Мы можем сделать это только в одну сторону. Просто примите это как данность. Если хотите более подробно, то, пожалуйста. Как легкий пример, я видел, допустим, 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равняется 10, допустим, да? Знаешь, что если 1, 2, 3, 4 сложить, мы можем 10 получить. Но из 10 знаешь, что у нас есть число 10, мы можем получить 1, 2, 3, 4. Это может быть 3, 3, там, 4. Совершенно верно. Отчасти это так. Мы с вами воспользуемся вот этим CRC32, он давно не используется, но он очень простой. То есть, понятно, да, мы можем сюда ввести любые данные, можно цифры ввести, например. Да? Можно ввести цифры. Причем обратите внимание, хэш, результат хэша всегда имеет определенный размер. Он никогда не больше, не меньше. У каждой своей функции, вот CRC32, что бы вы на вход не дали, на выходе будет одинаковый размер. То есть даже если мы здесь поставим, например, букву А, да, F, да, сделаем хэширование. Зачем делать хэширование? Сейчас я вам объясню, как это связано. Сейчас вы поймете. Сейчас вы поймете, зачем это делать. Сейчас мы проведем другой интересный пример. Возьмем вот такой вот. Скажите мне,
Вот здесь одно и то же написано. Да? Что нам написано? Привет. Привет. Если не переключали, Ну подожди, ты ж забудь, что ты с компьютера читаешь, ты на бумажке посмотрел. Взял два текста и сравнишь. Одно и то же там написано. да. Одно и то же там написано. Теперь давайте проведем проверку. Одно и то же там написано. Копируем. Так, у нас это было. Вставляем. Вставляем. Ну, вы не написали. У вас не секунд. 5. Фото видео. Она это называется. Мобайл. Я с собой принес браузер, чтобы закладки не пускать. Вы вывезете эту информацию, я так понимаю. Сейчас мы по-моему откроем. Это то же самое. Если одно и то же слово, например, привет, один раз теперь сделать или еще раз теперь сделать, То же самое. тот же результат будет. Да, сейчас проверим, сейчас я покажу, как это будет. Если мы делаем одно и то же. Опять он берет только на входе, только данные абсолютно, и работает с ними. Если данные одинаковые, хэш всегда получается. Вот мы ввели слово привет, получаем хэш. Вот, да? Смотрите, сейчас копируем хэш, делаем копировать, проходим наш Word, делаем ставить. Ставим. Вот так делаем. Ставим. На всякий случай давайте повторим эту операцию еще раз, чтобы убедились, что данные одинаковые. Это значит, что свет выключен? Нет. Или выключен свет пойдет. Да, разбежаться. Опять скопировали, смотрите, вот удаляем, вставляем. Можно набрать, если хотите. Набрали. Сделали хэш. Получили результат. Копируем. И вот сюда вот его вставляем. Одинаковые данные получили? Да. Поле в поле. А теперь проверяем вот это. Копировать. Вставляем. Ну, а если одну в индекс поставить? Вот сейчас. А теперь смотрим. Тот же у нас хэш? Нет. Видите? То есть мы провели сейчас с вами с помощью хэш-функции проверку соответствия двух данных между собой. Если мы сейчас поиграемся, то мы видим, что вот это на самом деле не буква, а буква «и» латинская. То есть изменение одну букву, один символ, добавление точки, неважно, любого знака препинания, хотя, например, добавив в конце точку или не добавив точку для текста и восприятия человека, это одно и то же получается, да, данные одинаковые, для компьютера это абсолютно разные данные. Для него данные, точность данных требуется самой идеальной, максимальной, то есть они абсолютно идентичны или не идентичны. Хэш позволяет нам сверить, данные соответствуют, например, друг другу или не соответствуют. Часто, если вы, например, скачиваете какие-то файлы с интернета, вы, возможно, замечали, находится файл, рядом там файл хэш-сумма, MD5, либо SHA-256, либо тоже с версией 32, либо этот хэш бывает написан рядом. Зачем это нужно бывает? Это нужно бывает для того, чтобы вы скачали файл, взяли специальную программу, его можно, например, через этот сайт, можно программу на компьютер ставится, сделали хэширование, получили этот хэш и сравнили этот хэш с тем, что указано рядом с файлом, проверили, удостоверились, вы точно этот файл скачали. Например, это какая-то критическая важная для вас программа по управлению вашими личными финансами, вы не хотите, чтобы там оказался либо вирус, либо там бросили какие-то лица, которые вам строят в эту программу что-то на этапе передачи. Например, оператор нашей компании,
мы теоретически имеем возможность перехватить данные, да, и подставить вам то, что мы хотим. Так же, как любой оператор. Теоретически, практически, конечно, сложно реализовать с тем шаблоном, который происходит. Почти невозможно. Но теоретически это возможность допускается. Вот зачем нужен хэш. Теперь по поводу применения хэша в нашей базе. Сейчас мы побежим играть в следующую группу. Так, сейчас мы откроем. Секундочку. Вот представим себе такие интересные блоки. Я встал, разбудил халифу, повалился, оделся, пошел на работу. Это у нас произошло. Ну, неважно, я извиняюсь за соответствие, если кому-то что-то соответствует. Так, блок халифа, Порча встала, повалилась, приготовила к после ухода, посела свою культуру. Халифа подняла детей в 7:30, да, это у нас было в 6 часов, 6:00, 7:30. Халифа подняла детей, приготовила, накормила завтрак, отправила в школу. Сочинял на лету, извиняюсь, если неинтересно. 10 часов Амина получила 5 по литературе, а Умар получил фингал. 12 часов дети вернулись из школы, Халифа обрадовалась достижение дочери, расстроился за сына, зная о Джали в 6 часов. О событии в школе, какие-то дороги демонстрации дочери, печатали сына, чтобы записать в секцию добрости. Вот. Вся семья повалилась, была за столом, раздала головах, повесила еду, причем наглядно блюдо, свои пещеры, пешечки. Ну, хорошего пещеры. Теперь, представьте себе, что вот здесь вот, в это поле, кроме опять первый блок, все помнят, да, у нас генезис блок, это первый блок, который генерируется, он всегда в блокчейне делается вручную, но это только первый блок. Что мы сделаем? Давайте сделаем такую интересную вещь. Мы возьмем вот эти данные, которые у нас есть на входе, скопируем их, откроем нашу любимую хэш-функцию и вставим их вот сюда. Получим его хэш. Не зависая. Да? Без газеты. Так, вот наш хэш. Мы пользуемся. Опять-таки, смотрите, чаще всего в интернете ниже вот этого уже ничего не используют. Его используют чаще всего. Или вот это 512. Вот. Но для нас это неудобно, слишком большие размеры. Мы будем пользоваться вот этой функцией. Копировать. Включаем вот сюда. И вот подтверждение, которое мы писали, запишем в виде хэша. Понятно, да? Мы подтвердили блок 1, его хэш-суммы. Дальше. Скопируем. Ставим. Здесь мы поставляем хэш-сумму вот этих данных. И так далее. Сейчас пару операций делаю, чтобы потом интереснее понять. Смотрите, что мы делаем. Еще раз. Вместо подтверждения слова «подтверждаю», нам нужно, что я подтверждение, точно ли я его прочитал. Смогу ли я через 10 лет вспомнить, что я там подтверждал? Так ли оно было записано или нет? Буду ли я живой, чтобы это подтвердить? У нас в следующем блоке хранится просто хэш-сумма. Мы говорили, у нас хэш CRC32. Для удобства можем даже записать вот здесь, чтобы было понятно, что мы его по буквам. Итак, там тоже CRC32. Мы знаем, что есть такой алгоритм хэширования CRC32. Мы берем, хэшируем эти данные, записываем сюда хэш, потом вписываем в свой блок своих данных. Следующий блок, который был генерирован нами, не нами, не важно, потому что может быть так, что каждый последующий блок генерируется, никто ничего не делал, а один человек, наверное, проявляет активность и создает новый блок, какие-то транзакции делает вместе. Но в любом случае, в каждом следующем блоке у нас будет вписана хэш-сумма предыдущего блока. Теперь возьмем и соединим все, что у нас было до этого. Или давайте нет, давайте так сделаем. Представляем, прошло 5 лет. Или не прошло 5 лет, не важно. Но нам надо проверить.
вот этот блок, второй блок, удостоверен или нет? Ну, представляем, например, вот появился, Декур вошел в сеть, да? Декур вошел в сеть, и в этот момент вся начал реплицировать базу, получать копию этой базы данных от всех. У нас в сети есть, он вошел как новый участник сети, перевел, да, и по peer-to-peer, как BitTorrent работает, от всех, кого нашел в сети, начал от них получать эти данные. Что он делает? Он берет и сверяет. Он берет, значит, блок номер 1, от кого он получил, и перед тем, как записать себе блок номер 2, хэширует этот блок номер 1 и сравнивает хэш-сумму. Если хэш-сумма совпадает, он блок 1 записывает и его подтверждает. И так далее. Он берет блок номер 2, его данные хэширует и проверяет в следующем блоке хэш-сумму. Совпадает, он доверяет этому блоку. Блок номер 3, блок номер 4, блок и так далее. То есть, кроме того, что у нас есть сами данные, которые есть у каждого из нас, у каждого участника сети хранится копия, у нас есть еще хэш-суммы данных, по которым мы можем проверить достоверность данных. Было ли в них внесено изменение или нет? Зачем это нужно? Представьте себе ситуацию, о которой мы говорили, что у нас появляется, например, у нас там 5 человек есть, и появилось еще 10 человек, которые не так скажем. Давайте по-другому. Ну, у нас есть 5 человек, появилось 2 человека, которые показывают другие данные, но с совпадающими хэш-суммами. Хэш-суммы совпадают с тем, что есть, но данные они подставили другие. Проверим мы их блоком или не проверим мы их блоком? Почему, например, участник, было их 5, да, с одними блоками, потом появилось 3 с другими блоками, входит 2 новых. Какие данные они примут? Те, которые здесь или те, которые здесь? Которые были в первом случае, где было 5 блоков. Почему? Потому что они все данные от всех, кого они получили, начнут сверять. Если здесь хэш-суммы совпадают, то здесь эти хэш-суммы с фактическими данными не совпадают. Они будут брать вначале данные, хэшировать их и сверять две хэш-суммы. Если хэш-суммы совпадают, вот как мы с вами в самом начале сделали, когда мы взяли слово «привет», мы с вами сверили две хэш-суммы и убедились, что это у нас... И убедились, что это на самом деле подходит, что это 2 разных данных. Вы проверили, но вот этому не будем доверять. Почему? Потому что хэш-сумма его не совпадает. Более или менее понятно? Я не жду от вас, что вы все это поймете. Просто что вы должны запомнить? Что есть операция хэширования. Такая математическая операция, которая позволяет изменить данные в одну сторону. И при том, что когда мы даем ей одинаковые данные, она всегда будет получать одинаковый результат. Если мы хоть что-то изменим в данных, результат будет абсолютно другой. И перестановка тоже, да? Неважно, перестановка, точку ты добавил. Даже если одна буква большая, одна буква маленькая, абсолютно не имеет никакого значения, данные поменяют сразу. Хэш-сумма даст абсолютно другой результат, потому что на входе она получила другие данные. Более того, не обязательно текст, мы можем ей подложить рисунок. И даже если это в рисунке, например, там гигапиксель, 1 пиксель изменится, хэш этого рисунка сразу станет другим. То есть мы будем видеть, что этот рисунок был изменен, у него были внесены изменения. Может быть, в случае с рисунком 1 пиксель не будет иметь, тем более 1 на миллиард пикселей иметь какое-то значение. Но когда мы говорим о критически важных вещах, особенно там, для жизни, или если мы говорим о здоровье, чем-то, если мы говорим о результатах анализа, если мы говорим о финансовых каких-то вещах, то 1 копейка, одна там миллионная доля копейки может иметь огромное значение, потому что это просто баланс не сведется, например. Да? Тогда благодаря этому можно говорить, допустим, дорогущие картины, да, вот, но, допустим, от поделок отличается. Вот, к сожалению, реальные вещи в хэш не загонишь. Если бы их можно было разложить на молекулы, в прямом смысле этого слова, то есть если бы мы могли бы сосчитать все молекулы, которые в нем есть, и вот молекулы представить можно все-таки, они неизменные, молекулы или атомы еще лучше. Атомы представить в числовом виде и прохэшировать. Да, физический объект схэшировать возможно. Только данные. Вопрос, разговор только о данных. Хэш-сумма работает только, это математика чисто, она работает только с данными. Да. Проверка не очень понял. Если, допустим, есть сеть там, из миллиона человек, кто-то миллион первый входит, каким образом он хочет и должен сверять их или еще что-то? Когда новый участник, мы сейчас вперед забегаем, когда новый участник блокчейн сети входит в сеть, он вначале получает всю копию данных, он закачивает эту копию данных, и потом начинает все эти данные хэшировать. Например, если вы сейчас владеете биткоин, где-то двое суток, у вас оборудование, ваш компьютер невероятной мощности будет заниматься только тем, что он будет просчитывать хэши всех операций, которые когда-либо были в биткоине, и сверять каждую из этих операций. И если хоть где-то не совпадет хэш, он будет отфутболить эту операцию не приведет. Так, а? Этот блок на футболе, да, этот блок. Ну там
там чуть-чуть сложнее, потому что именно в биткоине, вообще в криптовалютах, там есть одни блоки, которые зависят от следующих блоков. Ну, чуть-чуть я вскользь объясню тебе. Смотрите, еще раз, в формате нашей лекции объяснить глубоко блокчейн, прям глубоко, тем более объяснить глубоко криптовалюты. Там одну криптографию объяснять придется несколько суток, чтобы врубиться, что такое там. Я расскажу вскользь, публичный ключ, закрытый ключ, как это работает, схема. Ну что ж, поедем чуть-чуть дальше по презентации, я думаю. Кстати, вот, пример, чтобы вам было понятно. Вот те данные, о которых мы говорили, мы можем представить в виде простой таблицы. Но мы их представили в виде блоков, и каждую транзакцию подтвердили хэшированием предыдущей записи. Классический баз данных, я хочу по-моему заниматься. Очень плохо с этим. Нет, не делать, но вам еще одно отличие. То есть, в отличие от классических баз данных, теоретически здесь можно записывать хэш-сумму предыдущую. Зачем? Какой смысл? Ее безопасность обеспечивается не этим. Ее безопасность обеспечивается тем, что она хранится в одном месте, там есть администрирование, защита. В принципе, если тот, кто захочет изменить какую-то запись, да, имея единоличный доступ к базе, например, там, или полный доступ к базе, он также может хэши поменять. Но в распределенной базе данных, о чем мы говорили до этого, когда копия данных хэша есть у каждого из участников сети, сделать это невозможно. Что это, наверное, 6 часов, да? Ну, например. Теперь, вот смотрите, у нас есть данные, мы их хэшируем и используем модераторную сеть. Получается у нас блокчейн? Получается блокчейн, потому что блокчейн получается вообще просто при данных, когда они идут цепочкой последовательно. Это блокчейн. Примитивный, нигде не используемый, но тем не менее блокчейн. Но тот блокчейн, который используется в мире, он немножко другой. И какой? В чем различие? Разницу поняли между данными и полными данными? У каждого хранятся не просто данные, а полные копии данных. Мы берем полную копию, хэшируем каждую запись, имеем одноразовую сеть. До конца мы получили современный блокчейн-сеть? Нет. И какая у нас самая большая проблема? Помните вот список, где вот это? Там была 4-я запись, у нас была доступность данных, да, то есть все операции, все методы. Последняя была у нас 5-я шифрование. Беда в том, еще раз как вы говорили, что вот мы, например, разбирали, что Ахмед встал, Анифа там что-то сделал. То есть все, кто имеет доступ вот к этой блокчейн-сети, видят, что делал Ахмед, куда он вставал, что он делал, куда он отвез детей, кому помогли дали. Один слайд у меня пропал. Нам на сегодня не будет хватать чего-чего. То есть вот здесь вот у нас, чтобы полноценный блокчейн получился, здесь поставили восклицательный знак, можно поставить плюс криптография. Я попытаюсь, если это возможно, вообще, в принципе, технически объяснить вам кое-что. То есть вы все приняли, да, может быть, не поняли, но приняли, что существует алгоритм, который позволяет в одну сторону шифровать, точнее, производить математические операции таким образом, что одинаковые входные данные получают определенную математическую, с помощью определенного математического алгоритма хэш-сумму. Так вот, что такое криптография? Примите еще одну данность, что есть такие алгоритмы, которые позволяют при наличии двух ключей, так называемого что есть алгоритмы, криптографические, математические алгоритмы, которые позволяют производить такие операции с данными, что если у вас есть два ключа, два математических ключа, один публичный, открытый ключ, его называют просто открытый, и private key — это закрытый ключ. Персональный, приватный ключ. То есть, они позволяют производить такие операции. Вы отдаете публичный ключ всем, кому угодно, кому бы там ни было, без разницы. Этим ключом можно зашифровать данные. Но этим ключом расшифровать эти данные невозможно.
расшифровать эти данные можно только его парой, единственной парой, пары двух вы не можете. Единственной парой это закрытым ключом, личным, персональным ключом. То есть вы отдаете всем, кому угодно, свой публичный ключ. Например, человек пишет вам письмо, берет программу, самая известная программа по шифрованию, называется PGP, Protected Good Privacy называется. Ну, такая неплохая личная безопасность. Вот этот товарищ сильно, он ее разработал, хотя эти алгоритмы были разработаны раньше немного. Так вот, берете эту программу, берете публичный ключ человека, набираете ему сообщение, используя этот публичный ключ и эту программу, вы шифруете это сообщение и отправляете его получателю. Кто бы его по пути не перехватил, он не сможет это сообщение прочитать, он его увидит, но он увидит просто набор бит и байт. Все абсолютно бессмысленный, связанный, такой же фигня, как вот хэш получался, такая же фигня. А открыть его сможет только тот, у кого есть свой личный закрытый ключ. Понятно? Не важно, что вы не поняли, как это работает, важно, что вы приняли, что это существует. Если вам интересно как, прошу Google, там объяснили очень много, потратите пару-тройку дней, разберитесь. Но эти методики есть, они есть давно. Математические эти алгоритмы были описаны еще, наверное, лет 100 назад. Первые базовые алгоритмы. По-настоящему их возможность была в 50-60-х годах математически подтверждена, в 70-е годы появились первые реализации, в 90-х годах выстрелила эта программа PGP, когда Филипп Циммерман ее сделал, у него были огромные проблемы с государством, с Соединенными Штатами, его несколько раз там пытались посадить, ему запретили, вылазкали, целый закон приняли о том, что нельзя, значит, программное обеспечение, занимаешься криптографией за пределы Соединенных Штатов, вывозить. То есть, образно говоря, переслать по сети нельзя эту программу. Если он это сделал, он получит срок. Ради того, чтобы эту программу вывести за пределы Соединенных Штатов, они распечатали весь исходный код, на языке программирования этой программы. Вот такой талмуд вывезли в Европу, просканировали, опять собрали, скомпилировали, вот так распространили. Вот. И в принципе даже та первоначальная сборка, которая была, те алгоритмы, которые там использовались, алгоритмы DSS назывались, еще по-разному, разные названия были. То есть не обязательно один алгоритм, их много, как и с хэшем, тут несколько разных алгоритмов. И эта программа на самом деле тоже произвела некий фурор, как и блокчейн, в виде его реализации, в виде криптовалюты. Теперь, смотрите, сейчас отвлекусь немножко, зачем я все это говорю, чтобы вы понимали, что блокчейн и криптовалюты это не то, что вот раз и появилось, вау, какое-то открытие, да, вот так не происходит. Такие открытия бывают, там, вау, атом открыли, да, вот это вау. А вот это все результат того, что тысячи и тысячи людей до этого, математиков, там, финансистов, специалистов по связи, просто каких-то любителей, там, сидящих молодых ребят в гараже, они придумали, открывали что-то. Вот это синергия, синергический эффект всех этих технологий, которые появились. Возвращаемся к нашей вот этой паре. У этой пары есть еще один интересный момент. Вот этот публичный ключ несет в себе еще хэш подписи закрытого ключа. То есть, если я кому-то что-то отправляю, например, вот этому человеку, у кого есть мой публичный ключ, и подписываю свое сообщение хэшем своим, определенным хэшем, он может его сверить, он может проверить мою подпись. У него есть, вот я подписал эту свою подпись, у него результат хэширования подписи есть, он может ее проверить. Как это работает? Еще раз, запомните, это просто PGP и пара публичный ключ, закрытый ключ позволяет две вещи сделать. Она позволяет сокрыть информацию полностью, так, чтобы ее мог прочитать только получатель, а зашифровать любой человек. Первое. Второе. Она позволяет подтвердить истинность того, кто отправил сообщение. То есть, что это именно тот, за кого он себя выдает. Две вещи, которые это делают. Вот эта пара и эта программа. Это технология, в принципе, потому что она переросла в такую платформу, называемую OpenPGP. И вот этот OpenPGP, в принципе, он используется и в BitTorrent сетях, когда используется шифрование в peer-to-peer сетях, и он используется в блокчейне, и он используется в биткоине как вариант блокчейна. То есть у нас теперь получается, что полный набор данных, хэш, чтобы сверить каждый блок данных, одноранговая сеть, плюс криптография, при которой все данные внутри зашифрованы, и видеть данные внутри блока могут только те, кто с этими блоками работает. То есть инициатор блока, например, один другому перечислил деньги. Тот, кто перечислил, видит, что он перечислил, и тот, кто получил, видит, что это перечислил.
Либо второй вариант. Видят все, но никто не знает, кто является владельцем этих блоков, а видит только их электронный цифровой ключ, вот этот ключ. Вот этот публичный ключ. Он единым ключом повториться не может. То есть видно, что вот человек, владелец вот такого-то ключа, провел какую-то операцию с человеком, владельцем другого ключа. Вот таким образом мы получаем. Теперь полное определение. Блокчейн, современный блокчейн – это цепочка транзакций данных, при которой каждый узел сети имеет полную копию баз данных, имеет подтверждение каждого блока данных, и эта сеть является одноранговой и не имеет никакого центрального узла. Понятно? А вот теперь вопрос. Перед тем, как мы придем к криптовалютам, я по криптовалютам скажу очень мало. Я думаю, что я уже по-моему тупой отдельно занял. Нормально, а эта сеть только одна по всему миру или несколько? Какая именно сеть? Вот это блокчейн. Да сколько угодно. Только криптовалют 2000 в мире, более 2000, так что сетей может быть сколько угодно. Абсолютно. А чего они зависят? Чем они занимаются? Криптовалюты, потом покажу. Хорошо. По блокчейну. Вы поняли? Смотрите, почему организаторы больше хотели, чтобы я говорил про криптовалюты. Я думаю, вы лучше расскажете про криптовалюты, про сами. Почему я пытаюсь объяснить блокчейн? Дело в том, что криптовалюта – это один частный случай использования блокчейна. Блокчейн пришел является все серьезно надолго. Но тем не менее, эта технология, которая пришла, которая сейчас уже используется, да, будет некий бум, все будут пытаться засовывать в блокчейн все, что нужно и не нужно, потом он устаканится и будет использоваться там, где он реально нужен по-настоящему. То есть критически важных данных, где нам нужно обезличенное, но гарантированное подтверждение хранения данных, чтобы оно не зависело от государства. Вот это привлекательность криптовалют, кстати. Они не зависят от единого комиссионного центра, который является государством. Но это и минус, кстати, криптовалют, в том числе. Еще вопросы? Не стесняйтесь говорить, а? Просто передать как есть, абсолютно без разницы. А его никто не перехватит? Ну и что его перехватит? Закрытый ключ, я имею в виду. Закрытый ключ только у тебя. Закрытый ключ. Если закрытый ключ отдашь, то уж. Если ключ от хаты отдал, то уже забери. Я говорю, что блокчейн, почему банки сейчас говорят, потому что через пару лет вообще как бы банки будут не нужны, но функция банков будет. Ну, я думаю, что мы сейчас к криптовалюту перейдем. Герман Греф об этом говорит. Блин, что касается Германа Грефа, господа, давайте я вам честно скажу по поводу своего мнения, по поводу Германа Грефа. Он не там работает, не в той компании. Если вы сейчас именит айтишником, говорит про IT, лучше бы он заставил свой Сбербанк работать, если объективности ради, учитывая то свинство, которое сейчас чем занимает. Он должен быть был банкиром, в первую очередь, и потом только айтишником. Понимаете, его основная цель это быть банкиром. То, что они сейчас вытворяют, отрубая все сторонние процессинговые компании, в нагляд заставляя, например, своих создав процессы компании, увеличивая проценты по этим платежам, вот бушанцев Сбербанк на самом деле должен. Хотя, надо дать ему должное, вот ту часть, которая касается IT, в Сбербанке поднял на очень высокий уровень базарного. Хотя, еще раз говорю, это не основной уровень. Сбербанк это банк в первую очередь. Он должен был больше заниматься банковскими проблемами. В банковской сфере, если блокчейн используется. Давайте мы тогда рассмотрим криптовалюту, уже потом. Я очень быстро закончу, да. Не сразу стало интересно, вот, если все видят все операции, вот, если это блокчейн примерно, если даже используется в банковской сфере, то все же будут видеть все операции. Все люди будут видеть хэши операции, сами операции не будут. Да, там не будет данных. В биткоин сети, например, вообще нет данных. Давайте коротко сейчас, я очень коротко расскажу про биткоин. Все это выстрелилось с него, то есть, в принципе, наш лексикон, вначале вошло слово биткоин, потом блокчейн-сеть, криптовалюта и все остальное. Значит, завтра, получается, 9 лет, как такой товарищ, Сатоши Накамото, да. Никто не знает, кто такой Сатоши Накамото, кстати. Возможно, это был человек, возможно, это была группа лиц. Точно, есть несколько людей, кто это был, но надо отдать ему должное. Он не столько гениален тем, что он создал вот это, сколько тем, что он не дал своему имени себя пропалить. Потому что, создав валюту, которая, короче,
одним словом, законодатель любой страны создание валюты, да, это было преступление. Я не знаю, какой страны в мире не было. Я знал, что за ним сколько там, 180 стран, что они все могут за ним охотиться. И по закону каждой страны он будет преступником. 31 октября 2008 года на одном из сайтов человек под именем Персавович Накамото выложил математический алгоритм описания статью одноранговой пиринговой сети с шифрованием, которая является сетью генерации и перевода денег образно. Его идея очень была, видать, потрачена с энтузиазмом, и прямо в начале 2009 года, если не ошибаюсь, прямо в январе, первые биткоины начали генерироваться и получаться. И сеть начала работать. Что такое криптовалюта? Вот если очень коротко, это финансовая транзакция в блокчейне. То есть я говорю, что блокчейн он очень крупный, да, там, помните, набор писано. Но первое, что у нас было написано? Финансовая транзакция. Вот если коротко, мы можем сначала разойти сказать. Это блокчейн-сеть, которая описывает финансовые транзакции. Но все-таки в чем был эффект биткоина? Он выстрелил в самое такое время интересное. С конец 2008 года, начало 2009, первый финансовый кризис нового тысячелетия. И связанный кризис в основном с инфляцией, с проблемами с банками, с эмиссией, с доп. Эмиссией. ФРС мучается с процентной ставкой. Значит, Обама продвигает закон на увеличение госдолга для того, чтобы получить в бюджет новых денег. Все это обесценивает валюту, в частности, веру в доллар, как резервную валюту. И вот на этой волне появляется очень интересная идея. Создать платежную систему, в которой есть деньги, но нет единого инвестиционного центра. То есть нет некого Центробанка, либо федеральной резервной системы, которая производит эмиссию и создает эти новые деньги. Причем сделать ее математически таким образом, что она имела бы четко ограниченное количество денег. Вот и если больше не может. И все. Вот столько и больше нет. И эта сеть имеет большую силу. На тот момент, по крайней мере, да, люди представляются, какая сила этой сети. Сила этой сети в том, что у нее нет инфляции. Там не может быть инфляции. Товара может быть меньше, больше, количество денег никогда не увеличится. Инфляционное ожидание практически нулевое. Система использует PGP как защиту. Система использует хеширование для подтверждения блоков. Система использует одноранговую периодную сеть. Что нового появилось? В принципе, для тех, кто занимался IT, ничего нового. Я услышал про биткоин в начале 2011 года. И еще когда влез в этот биткоин. Вот. Насколько? Ну, если я оттуда не вылез, я бы сам не рассказывал. Это один из. Сейчас я объясню один маленький нюанс. Вот, чем она отличается, в чем отличие криптовалюты, потому что меня очень просили рассказать про майнинг. Сама операция финансовая нам понятна. Например, есть Элис какая-то, да, она переводит Богу там $5. Мы получаем блок записи с номером, с датой, там, время здесь, да, у нас хэш. И сам блок непосредственно данных Элис передала Богу $5. Этот блок начал подтверждаться всеми участниками, они проверили хэши, все нормально. Бог Элис понять относительно. На самом деле здесь будут числа, здесь будут цифры. Помните, открытый ключ, публичный ключ. Здесь публичный ключ, здесь публичный ключ. То есть некий публичный ключ провел операцию, передал некому публичному ключу какую-то сумму определенную. Все, блокчейн, все подтвердили, все участники сети базу реплицировали, данные подтвердили. Теперь вопрос. Все хорошо, но откуда взялись первые деньги? Откуда взять первые деньги? Кто-то может взять, например, помните, Genesis блок, да? Кто-то может взять и нарисовать себе там, миллиард, например, сказать, вот я первый, вот у меня все берите. Кто-нибудь согласится? Не согласится. Может, просто так не раздаст? Не согласится. Ценность есть в этой сети? Нет. В чем ценность? Никакой ценности в этих денег нет. И деньги это что? Это лучше меня, как профессор может объяснить. В чем ценность денег? Нет, на любых рынках, не важно. Какое обеспечение? Денег давно нет обеспечения. Знание. Доверие. Рублю мы доверяем. Ну, поскольку есть варианты. Доллару доверяем больше? Больше. Он тоже ничем не обеспечен. Госдолг США там 17 триллионов, что ли, не ошибиться. 20 триллионов.
20 триллионов. Ну, хорошо. Дальше. Доверие. Только вопрос доверия. Вопрос стоит в доверии. Будет эта система, где кто-то взял и нарисовал деньги, иметь доверие? Не будет доверия. Исторически доверие имели какие-то материалы или вещи, которые было тяжело достать всем. Тоже золото. Это был тяжело добываемый, очень тяжелый металл, который было тяжело достать, тяжело обработать, если надо было уметь работать. Вот, например, можете представить денег алюминий? Может быть такое, что алюминий дороже золота? Ну, было одно время дороже. Было. Одно время было, да. В 19 веке, когда еще не умели алюминий нормально добывать, его стоимость добычи была такой огромной, что алюминий все были только британские процессы, никакой в мире их больше не было. Но как только нашли новый способ изготовления алюминия на основе там, калиевой реакции, то он буквально его стоимость упала там, в 5000 раз. Сразу же он стал легко добываемым, и стоимость, ценность алюминия, доверие к нему подорвалось сразу. Нужно какое-то доверие, а доверие получается какой-то сложностью и ценностью. Какая-то эта сложность была придумана. И как она была придумана? Помните хэш? Мы можем поменять на входе данные, да, и получить разные хэши. Но обратно из хэша что-то сделать мы не можем. Теперь еще один вопрос. А можем мы готовый хэш получить, вот, который мы хотим? Можем? Не можем. Не можем. Мы не можем получить хэш. Потому что при хэшировании на основе входных данных происходит случайность. И там, если нет случайности, вот эту случайность прогадать мы не можем в алгоритме, который есть. Так вот, в биткоине есть определенный набор хэшей. Этот набор известен. Ну, вот образно вот так я пишу вам. Бывают какие-то цифры и в конце нули. И вот эти хэши надо найти. Найти их можно, как я вам говорил, только перебором данных. То есть мы берем какие-то данные, хэшируем их, получаем хэш и сравниваем, совпадает он с тем хэшем, который нам нужен. Нет, не совпадает, тем более. И вот так наши компьютеры производят миллионы и миллиарды операций в секунду и ищут эти входные данные. Как только мы находим входные данные, образно говоря, помните наш блок? Мы ищем вот это, вот, где результат. И только тогда мы сможем найти вот эти данные. Вот эти данные от Дига надо вычислить по хэшу. Как мы их можем вычислить? Один единственный способ. Когда мы будем случайно переиграть данные, по алгоритму у нас есть, но входные данные у нас набор абсолютно просто от одного там, от сложности до самых тяжелых сложностей. Он идет, мы просто тупо перечисляем, хэшировали, совпало, не совпало, хэшировали, совпало, не совпало. Провели там несколько миллиардов операций, опа, совпал хэш, значит мы нашли искомую как его, данные. Мы заявляем, что мы нашли хэш-блок первый. Вся сеть берет, получает копию нашего блока, смотрит и говорит, опа, да, хэш совпадает. Хэш, сумма, которая есть, которую все искали, и блок, который, и результат, точнее, входные данные, которые вы нашли, они совпадают. Получили? Получили. Все подтверждают, ты получил только столько-то биткоина. С каждым биткоин рассчитан таким образом, алгоритм, что с каждым просчетом через определенный промежуток времени, даже не через определенный промежуток времени, когда блоки определенной сложности просчитываются, сложность повышается, например, добавляется там, еще нули. Хэш с нулями вообще получить это проблема. С хэш с одинаковым. Видели, какой случайный бывает обычно, берда бывает. Вот это получить очень сложно. И так далее. На начальном этапе, когда еще я занимался биткоином, планировал, что расчет сети закончится в 2030 году. Сейчас расчет биткоина считается, будет завершен в 2140 году. Общее количество биткоинов, которое можно найти, 21 миллион. 21 миллион. Опять, в самом начале, когда я им занимался, было 10 тысяч долей. Сейчас миллионная доля есть. Биткоин называется Сатоси. Передается все как его имя, Сатоши, да? Она 1 миллион. То есть суммарно у нас получается в экономике может быть 21 триллион единиц денег. Примерно понятно? Теперь, что происходит? Человек сгенерировал блок, нашел искомую сумму, заявил, получил валюту, получил монетку. И он заявляет, я получил монетку. Все проверяют, хэши говорят, ты получил монетку, монетка твоя. Вот откуда появляются первые деньги. Они появляются потом, а в системе операций, что появилось у тебя денежка, что ты передал кому-то, это одинаковая операция. Ты заявляешь, что я его высчитал, и показываешь этот блок. Они хэшируют, сверяют, да, ты его высчитал. Ты говоришь, я передал
от там, Элиса к Богу, Элис я там кому-то передал, да, они подтверждают, что ты передал это. Процесс этот назвали майнинг. Добыча, да. То же самое, как майнинг голд, это добывать золото. Это сложный, на самом деле, очень тяжелый процесс, требующий больших вычислительных мощностей и большого количества электроэнергии для того, чтобы эти мощности работали. В этом ценность биткоина и других криптовалют, то, что ты не можешь его так взять, быстренько и посчитать. То есть там алгоритмы настолько сложные, что даже наше оборудование должно потратить, которое может просчитывать миллиарды операций в секунду, которые у нас на счетах, должно работать очень долго. Да, там, месяцами и так далее. Я сейчас не буду углубляться, объяснять. Там есть понятие, например, если два человека рассчитали один и тот же блок, если как эти алгоритмы работают, биткоин, информация в интернете вот так вот, вы найдете очень много. Я хочу рассказать про несколько моментов касательно этого. Смотрите, что касается майнинга. Всем будут, как меня просили организаторы, очень рассказать про майнинг. Нужно его делать или не нужно его делать. Плюсы, минусы подводной камни. Когда я входил в биткоин, например, я вам сегодня расскажу, я в него ушел случайно, почитал, стало интересно, я всегда увлекался криптографией, было интересно, как устроено, как это работает. И на одном из компьютерных гиковских сайтов увидел статью. О нем он только-только появился в русскоязычной версии, хотя, в принципе, я английского делал на тот момент, но нравились более местные сайты, очень было интересно. Заинтересовало, я как раз к тому времени купил видеокарту. Помню, она была Тира 850. Посмотрел, $20 тогда был курс, вау. Начинался он там с 0,000 чего-то, $20. Я так посчитал, что я где-то за пару месяцев я его, месяца 3, потолок 4, я как минимум куплю видеокарту. Интересная история, не то, что я хотел купить видеокарту, просто стало интересно, как это работает. Поставил видеокарту, запустил майнер, получил кошелек, начал работать. Майнились, это значит, деньги майнились. Раз, смотрю, на неделю до $2 упал курс. Я плюнул на него. Даже не проверял, оно майнилось и майнилось. И прошло несколько месяцев, я не обращал внимания. В этот день вижу новость, $400. У меня глаза на лоб, я быстро в кошелек лезу, смотрел, у меня 14,4 биткоина. Пока я их продал, значит, по 100 с чем-то долларов продал. У меня получилось, потом я продал я на бирже, была такая биржа, вот так называлась, NTGOX. Такая биржа, она была самой крупной биржей на тот момент. $70 000. Нет, сейчас это, да, нет, сейчас это побольше было. Если бы я еще не остановился бы, да, то есть майнить было бы уже дальше. Я перевел в рубли и сразу запросил через SWIFT перевод сюда. Я 10 раз эту карту уже покупал. Решил, дальше тоже можно будет майнить. И получилась очень досадная штука такая. Несколько месяцев деньги не проходили, а MTGOX, они обанкротились. Это реально юридическое лицо было, они обанкротились, 3 года шла, значит, процедура их, там, эти заявки, подача, одним словом, деньги я не получил. У меня изначально было отношение такое, что дело дохода, дело рекомендации. Для меня это был интерес технический, как технический специалист, позволил мне хорошо разобраться. К этому времени уже получилась ситуация, когда ты один майнить не мог, ты должен был майнить либо в пулах, потому что сложность возросла настолько, что вот все блоки майнятся в одно и то же время. Одинаковые блоки просчитываются огромным количеством участников сети в одно и то же время. И кто первый блок просчитал, первый его заявил, тот, тому этот блок и принадлежит. Все остальное, получается, тратили свои ресурсы зря в этот момент. Но алгоритм такой. Это опять-таки повышает ценность этих денег, этой валюты. Намайнить на свое оборудование уже невозможно. Даже миллионную долю невозможно намайнить. Люди начали объединяться в пулы. Потом появились такие системы, называются такие вот. Да, вот так, да, майнинг. Называется. Это специализированные компьютеры, которые заточены на аппаратном уровне для того, чтобы майнить эти биткоины. Производители их первые, значит, все производятся в Китае, вообще все. Я помню, когда они появились, они улетели буквально там за несколько секунд. В интернет-магазине все сидели, ждали, нажать эту кнопку и купить их смели. В принципе, их постоянно сметают. Ситуация сейчас такая, что
биткоин стал, он разделился на две валюты, я сейчас покажу. Вот есть биткоин классический, вот есть биткоин кэш. Это форк от биткоина, они ушли в отдельную валюту. С разными сложностями, немножко отличающимися алгоритмами. Это, в принципе, список основных. Ну, как я говорил, более 1000 валют различных появились, которые работают. Помните? Вот его рыночная капитализация в миллионах долларов. То есть это у нас получается 89,5 миллиарда долларов капитализация сейчас биткоина. Ну это не криво, да? Это очень криво, это больше не меньше, конечно, Ethereum, эфир, вторая самая популярная сейчас. Ну, хотя какое-то время была лайк. И еще есть Namecoin, это не валюта, она занимается просчетом DNS. Кто знает, что такое DNS, система, которая переводит доменное имя в IP-адрес, она позволяет делать структуру DNS таким образом, чтобы она не зависела от правительств стран. Потому что, например, корневые DNS-сервера, которые проводят работу интернета, зависят 7 корневых серверов, в основном сосредоточены в США. Вот. Это список, можете полазить, посмотреть. По поводу ASICS появились, они сейчас продаются. Сейчас основным производителем их является компания китайская BigMail. По мне, все, я закончил, уже устал, сейчас контролировал, что это слишком. Один момент я просто хочу рассказать, который мало кто знает. Ко мне за последние пару месяцев несколько раз приходили люди консультироваться. Я знаю, что люди накупили этого оборудования. Сейчас ASICS самый дешевый стоит в районе около 240 тысяч рублей. Смотрите, есть один момент, связанный с этим ASICS. Производитель, когда он их производит, он их на складах не держит, он их включает сразу же. Он их включает сразу. Я сейчас покажу, как выглядит этот биткоиновский. Одну секунду. Я думаю, что вам будет очень интересно увидеть. На самом деле стоит посмотреть. Сейчас, секунду. Вот что такое ферма. Вот это все ASIC. Стоят. Это производит такая компания BigMail в Китае. Они их производят, они у нас на складах не стоят. Они сразу ими пользуются и на них генерируют. На них генерируют деньги. То есть пока этот ASIC придет к вам, сложность биткоина уже опять повысится. И при курсе до $2000 вы в лучшем случае оправдаете. С текущим курсом, честно говоря, заработать можно. Но вот с курсом меньше $2000, как я понимаю, по крайней мере, заработать очень сложно. Входные характеристики, когда у вас должны быть входные, да, порог входа около $100 000. Если вы со $100 000 войдете, вы в плюсе увидите сумму меньше $2000. Вот чтобы вам понятно было, сейчас. Вот он. Представляете, сколько там стоит? И это только одна из, просто в этом месте, это называется внутренняя Монголия, в Китае такое место есть. Там самая дешевая электроэнергия в мире. Они там сосредоточены, там работают. Вот. С нашей электроэнергией, если за нее будете платить, я буду, будет очень сложно. Очень сложно, нормально. И оправдать. Ну, в этом цели можно туда солнечную систему запустить. Что? Я думаю, лучше. Эту систему можно запустить, чтобы постоянно не платить сети. Какую систему запустить? Там солнечные батареи. Солнечные батареи, КПД солнечной батареи, к большому сожалению, очень небольшой, потому что сами солнечные батареи дорогие, и тебе надо еще их оправдать, они же не за бесплатно валяются. Купить солнечные батареи, которые... Вот купить солнечные батареи, это надо полпустыни, там потребление электроэнергии просто невероятное на самом деле. Там реально невероятное потребление электроэнергии. Смотрите, вопрос в том, стоит ли майнить или не стоит, пусть каждый решает сам. Каждый сам думает, каждый сам смотрит, нужно ли ему. Это чистая математика. Берете входные данные, сколько вы затратили, примерно сколько вы должны получить, и сколько вам это оборудование насчитает. Есть калькуляторы, которые считают, сколько хэшей может просчитать ASIC. И, например, более того, они эти калькуляторы примерно вам могут сказать, при его производительности, сколько вам нужно, вы заработаете на текущем курсе, или вы можете указать курс. Более того, пулы, в которые объединяются те, кто просчитывает, вот это не пул, это ферма. Пул это когда у вас есть один, и таких как вы зарегистрируетесь в пуле, и пул берет, значит, на просчет блок и распределяет этот блок или этот блок
участников пула. И вы получаете гарантированное маленькое вознаграждение за свою часть работы. Пулы сейчас не работают с одной валютой, с биткоином. Они работают с набором валют. Чаще всего биткоин, лайткоин, эthereum, ну и что-нибудь еще. Вот такое. Нужно это или нет, насколько это допустимо или возможно, можно ли этим заниматься с точки зрения шариата, является это харамом или халялем, расскажете. Я прошу прощения, что занял очень много времени. Я пытался Единственное, вопрос в том, что, например, 80 миллиардов, да, реализация. А почему этот человек, раздал эти биткоины, собрал себе... Он не раздал ничего. Допустим, эта организация создала эти биткоины, собрали 80 миллиардов, да, и скажут, ребята, до свидания, теперь пришли Он жить. ничего не сказал. Они придумали алгоритм. Они просто собрали существующие технологии, одноранговые сети, репликация баз данных между каждым участником, шифрование, хэширование. И добавили туда маленькую систему, при которой надо его генерировать, то есть надо просчитывать. И отдали этот алгоритм всем. Они равные участники этой сети. Там нет ничего централизованного. Первое, второе, они вообще исчезли, потому что, еще раз говорю, они по они по законодательству всех стран преступники. То, что они сделали. Они создали новую валюту, а эмиссия валют, денег, это прерогатива государства, эксклюзивная прерогатива любого государства, которого жестко держит. Этих людей нету. 89 миллиардов это тупо количество биткоинов, которые есть в системе, умножено на их стоимость на октябрь. Вот это вот. А где варианты их людей нет? Вот на сайте биткоина. Даже если они есть, что они могут сделать? Биткоина говорится о том, что они мониторят сеть биткоина. Мониторить сеть биткоина может, еще раз, сеть одноранговая мониторить может любой, кто хочет. Кто ушел в сеть, вы видите все то же самое, что видят они. Есть люди, которые, вот математики, например, занимаются просто анализом, как этот биткоин работает, не просто интересно. Великолепные визуализации делают, очень красиво, в каких странах, какие пулы, как они устроены, где больше, где меньше. Нет, а коды открытые? Полностью. От и до. Там нет ни одного закрытого бита. Там все открыто. Этим была условленность доверия к системе. Я могу единственное, что добавить, что у биткоина, ты будешь про экономические риски биткоина говорить? Смотрите, финансовые. Я маленькую ремарку сделаю и на этом закончу. Смотрите, мы поняли, что блокчейн будущее есть. Однозначно. В каких системах? Второй вопрос. Что касается криптовалют, всех, не знаю, в частности, минусы биткоина с точки зрения макроэкономики, я могу сказать, какие. Самый основной его минус – это очень высокая степень дефляции, которой он подвержен. Что такое дефляция? Инфляция, все знают, это обесценивание денег вследствие увеличения преобладания денежной массы над количеством материально-технических товаров, средств и услуг. Здесь обратный процесс. Из-за двух причин. Первое, из-за повышения стоимости этой валюты он становится привлекательным как средство накопления. То есть золото, да, в него инвестируют, держат в нем капитал, чтобы потом в случае чего продать. Также биткоин. В него инвестируют деньги и хранят эти деньги. Но деньги, которые выведены из экономики, они мертвые, для экономики не существуют, они не оборачиваются, пользу, прибыль не приносят. Второе, это количество этих денег в системе. Их четко ограничена система. 21 миллион биткоинов, даже если там 1 миллионная доля, это всего лишь 21 триллион. Госдолг США 17 триллионов. Это для мировой экономики это мало. Третье, деньги хранятся в кошельке в виде файлов у того, кто им владеет. Если файлы потеряны, они потеряны навсегда. Пересчитать их невозможно. Почему невозможно? Потому что потеряются хэши этих блоков. Они не совпадут. А у всех участников сети эти блоки уже подтверждены как принадлежащие вот такому-то кошельку. И даже если кошелек он не получит те же самые хэши. Первый блок, который я просчитал, я помню, буквально там через день я поставил 54 тысячи подтверждений дал мне. То есть, которые я видел биткоины, а потом он сейчас был миллионы подтверждений. То есть, эта база данных распределялась. Выставить что-то, что позволяет ему его перебить очень сложно. То есть он подвержен дефляции. Его в конце концов биткоина станет мало. Поэтому, честно говоря, я в биткоин как валюту, как классическую валюту, средства обмена не верю. Вот. Но как великолепную технологию, по примеру, которая будет создана другие, как офигенную технологию по отработке, что такое блокчейн, в принципе, бесспорно он создает это. Все, я передаю слово Гуру. Прежде чем Адам начнет, подходите, кофе горячий, подходите, делите кофе, чай. И после окончания выступления Адама он
ЖЭКу называется контрактная основа исламского банка. Своей продукцией. Огромная благодарность Магомеду за то, что сделал уникальную презентацию касательно понятий криптовалюты и блокчейна. Также ознакомил нас, что практически представляет собой биткоины. Значит, исходя из того, что вся вот эта вот концепция была объяснена уже Магомедом, мы сразу можем перейти на вторую часть нашей сегодняшней программы. Это то, что касается концепции биткоина или криптовалюты с точки зрения шариата. Тут единственное, что я хотел, чтобы вы взглянули на сравнение, то, что здесь описано, в какой-то степени можно назвать и сумбур, но в принципе он отражает реальность того, что какое место занимает криптовалюта в общей финансовой системе. Есть классические финансы, есть корпоративные финансы, есть исламские финансы. Но как бы мы ни утверждали, что исламские финансы или же исламские банки это как бы отдельная сфера, которая работает по канонам шариата, в любом случае она зависит от централизованной финансовой системы. То есть эмиссия денег в любом случае также происходит так же, как и в обычных классических финансах. Если, значит, финансы подвергаются инфляции обычной классической финансовой системе, то же самое происходит, к великому сожалению, и с исламским банком, и со всеми, значит, коммерческими операциями в исламском банке. Но если сравнить вот эти вот финансы, две обычные стандартные известные финансы, с криптовалютой, то мы видим, что она абсолютно независима. Тут нет единого инвестиционного центра, как уже Магомед говорил об этом, нет единого централизованного регулятора, нет единого централизованного, значит, мониторинга, тут абсолютно, можно сказать, независимость. То есть тут, конечно, необходимы такие важные аспекты, как интернет, электросеть и одна из самых отличительных, значит, или же один из самых отличительных аспектов криптовалюты по сравнению с другими финансами, то, что криптовалюта, она всегда была и есть и остается цифровой валютой. Его невозможно как бы пощупать, tangible называется, да, как в физической форме, получить его в руки. Это всегда остается виртуальной или же цифровой валютой. Вот, ну, тут, конечно, мы с моим коллегой Магомедом Яниевым, является доцентом МГУ, подошли также, некоторые аспекты подошли теоретически, то есть она может быть постоянно, то есть будущие деньги в криптовалюте они могут подорожать, может будущее криптовалюты более обеспеченное, более стабильное, чем другие, значит, традиционные финансы, даже включая исламские финансы. Но это все на уровне предположений. Мы не можем сказать. Вот, допустим, Магомед только что сказал, что у меня как бы нет доверия к этой валюте, что она станет как бы общепринятой мировой валютой. Да? Есть и такая вероятность, мы не знаем. Но на данный момент для нас просто важно узнать, где, как, в общем, какое место отдается криптовалюте по сравнению с обычными финансами. То есть очень много отличительных чеков. Вот, что я не переход на английский, да? Теперь, значит, я, в общем, вкратце, чтобы ознакомить вас касательно мнений ученых, то есть чисто в академической сфере, также мнений ученых шариатских наук. В общем, подготовил так вкратце. Есть и такие, и другие мнения. То есть те, которые выступают за, значит, криптовалюту и думают, что это соответствует требованиям шариата, что есть будущее. Есть также те, которые выступают абсолютно по другую сторону, то есть против. Один из известных, значит, можно сказать, профессоров, западных профессоров,
Чарльз Эванс, который очень часто пишет статьи про исламские финансы и исламской банковской системы, он, по крайней мере, после того, как изучил, видит, что биткоины как бы являются свободной рыбой, то есть ростовщичество, и включает в себя, в принципе, маслаха, да, в общем, польза, интерес, прибыль, маслаха Божий. Маслаха, да, Коран, хадис, хадат, гамбуда, кахам, то есть на данный момент мы не видим никаких определенных текстов шариата, да, Корана и Сунны, но мы можем видеть, что как бы, это все повлияет как бы, на положительную сторону использования этих биткоинов. Также есть другой известный ученый Джон Беркстер, который ровно наоборот выступает против этих биткоинов. У него он полный скептик касательно использования и как бы, накопления этих денег, и более 99% он говорит вероятность того, что они исчезнут, то есть просто пузырь лопнет, и те, которые инвестировали в эти биткоины, они очень разочаруются, и в конце концов от них ничего не останется. В общем, есть, значит, такие мнения. Теперь шейх Аднан Аль-За'арани, один из известных ученых современного времени, да, человек, который является шариатским экспертом во многих финансовых институтах, банках. В общем, он это все видит, как бы коротко, если сказать, это все нормально. То есть раньше были деньги, золотые динары, серебряные дирхамы, или драхмы, как их называют, и, в общем, до этого были бартеры. Сегодня у нас, значит, криптовалюта биткоин, и это нормально, как бы, процесс эволюции, можно сказать. Так, есть еще известный профессор Монзаках, очень известный профессор в исламской финансовой сфере, очень много книг, очень много статей напечатанных. Он также, его аргументация очень интересна. Он говорит, если определенный групп людей воспринимает деньги, будь это биткоины или же другие, какая-либо валюта, если они не принимают и принимают ее за валюту, которую можно торговать, то есть отдается, значит, особое место этим деньгам, и они согласились использовать эти деньги, как обычные деньги, то есть measure of value, да, как в английском говорится, то есть, как мы его, денежная единица, которая воспринимается, как обычно другие валюты, то мы не можем запретить. Вот, допустим, если мы сегодня здесь договорились, что мы будем использовать какой-то энный материал, то с сегодняшнего дня мы здесь, находясь, значит, в этом зале, мы используем эти деньги, и, значит, цена этой единицы будет столько-то, условно говоря. Все, никто не может нам это запретить, и эти деньги будут считаться действительно с точки зрения шариата. Однако он, конечно, подчеркивает такой момент, что раз мы уже воспринимаем деньги, какой-либо материал, да, за деньги, то мы должны учить вот одно правило, что это попадает под правило рыбовой commodities называется. То есть все, что подпадает под правило ростовщичества, также применяется по отношению к этим новым деньгам. То есть если вы хотите обменять деньги, допустим, вы выпустили, скажем, 100 тысяч вот таких вот, я не знаю, коинов, да, или же монет, или купюр, сегодня если мы хотим обменяться, то правила, которые применяются по отношению к золоту, серебру и деньгам сегодня, то есть едан беден, то есть рука об руку, вы должны обменять на месте, мы не можем это отсрочить, такие же правила нужно применять и к новым валютам. Следовательно, если ты хочешь продать свою валюту, допустим, биткоин на Ethereum или же там Litecoin, ты должен применять такие же правила, которые применяются по отношению к обычной валюте. Вот такой вот, значит, оговорку он сделал. А так, в принципе, у него нет проблем против использования биткоина. Насколько эти люди осведомлены той технической стороной, которую озвучил Магомед, это другой вопрос. Но это мнение сегодняшнего шариатских ученых. Вот. Муфти Абу-Адаль Баракатуллах, тоже один из известных ученых, который пишет много в исламских финансах, тоже убежден, что эффект от этого может быть хорошим, что в исламских финансах даже выгодно использовать биткоин. Теперь есть ученые, которые ровно наоборот видят, значит, с их точки зрения
от биткоина мы ничего хорошего не можем ожидать, не просто биткоин, даже криптовалюта, которая ничем значит, не подкреплена. Любая валюта, которая ничем не подкреплена, как это было раньше, допустим, золотые динары и серебряные диаграммы, в них была стоимость, своя собственная стоимость, то есть мы называем intrinsic value, и на английском на арабском называется тhamaniya. То есть если золотой динар, то в нем в любом случае находится определенное количество золота, да? Intrinsic value 4,25 грамма золота каждой монеты, ну это настоящая такая сахек, которая называется, да? Настоящая монета. Потом начали их подделывать, это уже другая история. Вот. Значит, на основании того, что они видят, эти ученые, деньги, если воспринимать как настоящие деньги, приемлемые с точки зрения шариата, они должны быть или же подкреплены чем-то. Допустим, сегодня рубли, если будут ставить, то по отношению к каждому рублю энное количество золота что-то должно быть. Или же своя собственная себестоимость, собственная, да, персе, внутри какой-то или золото, или еще что-то должно находиться. Фиат money, фиат деньги, то есть да, бумажные деньги, которые мы сегодня используем с точки зрения этих ученых и не только их, они на самом деле неприемлемы по мнению шариата, с точки зрения шариата. Но из того, что мы находимся в безвыходной ситуации, мы как бы используем, но не из того, что мы их воспринимаем как настоящие деньги. А что касается цифровых валют, то это вообще уходит за пределы того, что можно представить. То есть они никак не приемлемы. Дальше, Islam Webnet, .net, это просто я как один пример привел, есть огромное количество сайтов, где задаются вопросы касательно использования или же концепции, самой концепции криптовалюты, использования этих денег, покупку, продажи этих денег, значит, и также майнинга, да, касательно майнинга с точки зрения шариата, что происходит, можно ли этим заниматься или нет. То есть, в общем, вы видите, да, как бы такие галочки одобрительные, что и майнингом заниматься, и покупать биткоины, и продавать, и вообще и другие криптовалюты. Магомед сказал, что более 2000. На самом деле, более или менее приемлемые они, насколько мне известно, чуть более 1000. А то, что появляется, уходит, это действительно более 2000. Они иногда очень короткое время только выживают, а потом исчезают, потому что спрос со стороны как бы, участников или же игроков этой площадки. Вот. Основные требования шариата к деньгам и к денежному обращению. Нам известно, я по крайней мере полагаю, что в то время, во время пророка и также после него, значит, во время сподвижников, вот не было той сложной или же усложненной финансовой системы, которая наблюдается в сегодняшнем мире. Его не было. Жизнь была очень проста. Купли-продажа, другие финансовые транзакции, которые происходили, они были очень на примитивном уровне. И, соответственно, и остальная сама финансовая система работала также на таком уровне. Чтобы был Центробанк, чтобы был единый инвестиционный центр, чтобы регулятор отношений банка к банкам, отношений банкам к другим банкам, отношений банков к клиентам, всего этого не было. Бейтуль-мал, даже если он существовал, то это, в принципе, было место, где накапливается как бы казна государства. Вот и все. Туда уходили деньги от заката, трофеи, значит, после определенных дат, операций, которые проводились, и оттуда распределялось по мере необходимости, значит, в той или иной ситуации. И все. И теперь, когда мы задаем такой вот точный вопрос, какие есть именно требования шариата, значит, к деньгам и к денежному обращению, то, в принципе, я на сегодняшний до сих пор таких вот аят или хадисов не нашел. Вот. Я хотел, в принципе, задать вопрос, может, я чуть-чуть определил из того, что уже был азан, а некоторые ребята молятся, да? Вот. Некоторые из вас, может, даже все вы наслышаны о том, что есть такой тренд определенных, значит, ученых и их поддерживают огромное количество людей, мусульман, которые требуют, чтобы мы возвратились к исламскому динару. Нам нужен свой исламский динар, потому что эти бумажные деньги, фиатовские деньги, которые ничем не подкреплены, они ни к чему хорошему не приводят. В любом случае инфляция обеспечена, то это, в общем, пустые деньги, это на самом деле и не деньги. Вот есть такой тренд, да? Что значит наш свой исламский динар? Кто-нибудь может ответить? Что мы под этим подразумеваем? Золотая монета. Золотая монета, правильно. Во время пророка, он сам чеканил золотые монеты, или же
Умар радиаллаху анху, или же Абу Бакр и другие сподвижники, кто чеканил эти монеты? Когда пророк саллаллаху появился, были монеты уже на этой территории? Римские, правильно? Римские какие? Динары в основном. А дирхамы были персидского государства, да? Значит, единый инвестиционный центр, даже во время пророка саллаллаху, я не говорю во время появления пророка саллаллаху, в начале пророчества, даже на протяжении 23 лет ни одного слова не было упомянуто, ни одного аята не было спослано касательно того, что да, вы, ребята, мусульмане, вы сейчас, значит, установились, все устаканилось, вы в Медине, все, даже Макка уже возвратилась, да, значит, под влиянием мусульман, все, вся территория, у вас уже исламское государство, у вас есть конституция, теперь у вас должна быть своя валюта. Ни одного аята, ни одного хадиса. Ты говоришь, о чем? То есть просто-напросто можно делать как бы, да, вызов бросить той системе, которая существует сегодня. Единый инвестиционный центр. Это необходимость. Иностранная валюта практически мы можем сказать, что использовалась иностранная валюта. Динары и дирхамы это не были исламские деньги, они были деньги из Римской империи и Персидской империи. Однако они использовались. Поэтому, когда я сейчас приду к этому чуть попозже, но есть определенные требования шариата к запрету определенных вещей. То есть ростовщичество никак не дозволено, ни в какой степени, неопределенность. Вот, допустим, условно, так, пример такой приведу, чтобы знать, что значит неопределенность. Давай, я тебе продаю свою машину, ты знаешь мою машину, осмотрел, все нормально, ты за 15 тысяч, хорошо, ладно, отдашь, когда у тебя получится. Голову на отрез даю, многие из вас знают эти случаи, видели эти случаи, может, даже сами подали это. Это запрещено по исламу. Что значит, когда у тебя получится? Завтра, через месяц, когда? А потом конфликтные ситуации возникают, правильно? Вот это есть одна из неопределенностей. Шариат запрещает это. Тут ваши, как говорится, наши этические или же культурные аспекты могут поздать, много стоит, неудобно было сказать, когда ты мне захочешь. Что неудобнее? Соблюдать правила шариата или соблюдать, или давать приоритет своим культурным аспектам? Поэтому это тоже нужно учитывать. Это этап, дополнительный, как специалист по фикху или сулфику, я говорю. Так, и, значит, чрезмерный риск, спекуляция, все это, конечно, является запрещенным с точки зрения шариата. Однако у нас есть мнение ученых на основании ичтихада. То есть это вывод, который делается, как бы юридический вывод, можно сказать, да, учеными, значит, принимая во внимание ту ситуацию, которая была, все аспекты, значит, данной проблемы была во время пророка саллаллаху. То есть существовали динары, существовали дирхамы, они были сделаны из чего? Из золота и из серебра. Пророк саллаллаху одобрил их? Да. Он их применял? Да. Он что-либо сказал о запрете? Нет. Он что-либо сказал касательно замены этой валюты насчет другой валюты? Нет. Значит, деньги должны быть именно такими. Но не забывайте, это всего лишь ичтихад ученых. Это ичтихад, это предположение, это вывод, который сделали ученые на основании того, что было там как реальность. Но означает ли это, что это и есть на самом деле принцип шариата, что деньги должны быть обязательно золотыми или же серебряными? Вопрос возникает. Конечно, можно сказать, если бы пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть если бы деньги, золотые динары, серебряные дирхами не являлись бы единственной валютой, которая приемлема с точки зрения шариата, то пророк саллаллаху алейхи ва саллям обязательно озвучил. Правильно? Поэтому у меня возникает другой вопрос. Хорошо, а сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они что делали? Они только делали то, что они применяли сунну в каждом аспекте своей жизни, правильно? И они не могли противоречить тому, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям научил их, правильно? Лучше них кто-либо понял ислам? Никогда. Вот теперь смотрите, есть достоверное предание, у нас есть, его хадисом, конечно, не назовешь, но нет ни одного источника, надежного источника, который бы сказали, что вот эта вот цитата, она не является действительной. Это у известного ученого Балазури, в его книге «Футур аль-Бульдан», он где-то жил в конце 3 века по исламскому времени. Очень давно, очень более 1100 лет назад. Вот вы сами видите, да, деньги, они были, вот даже текст можем прочитать, люди, будучи неверными, знали достойное место этому дирхаму. Но в данный момент речь идет именно о серебряном дирхаме. И они получали его. Вот я специально выделил красным цветом.
его качество и очищали от примесей. Как же нужно было слово очищали тоже красным. А когда дело дошло до вас, вы подделали его и испортили. Теперь, тут, в общем, этот текст можно разделить на две части. Человек передает ситуацию, он после смерти Умара, после этого времени, он говорит, были времена, когда уже во время Умара, в общем, первый был Абу Бакр после пророка, 2 года и 3-4 месяца, потом, значит, идет Умар. Вот в его управлении уже наблюдалось то, что люди на индивидуальном уровне начали сами чеканить деньги. Тут, заметьте, тут не говорится, мы обнаружили, что люди на индивидуальном уровне начали упускать деньги, и это нужно прекратить. Нет. Люди до вас, когда будучи еще неверными, то есть до появления пророка, они получали, то есть когда они чеканили, они их делали достойно, то есть из чистого серебра, из чистого золота. Они не подделывали, понимаете? Вот, один момент. Второй. Когда дело дошло до вас, вы начали, в общем, портить. И получается меньше серебра, больше других примесей, там всякие. Замечание, то есть акцент делается именно на эту сторону, нежели касательно эмиссии, самой эмиссии. Понимаете? Это очень серьезный момент. Дальше очень интересный момент. Умар радиаллаху анху, потом, когда он, в принципе, хотел это решить и кардинально, ему пришло в голову сделать дирхам из верблюжьей шкуры. Зарезал, снял, все, обработал, процесс, который необходим в то время, да, и сделал из него коин, сделал из него монеты. Из шкуры, из верблюжьей шкуры. Сделал монеты и, в общем, получается эмиссия. Теперь возникает вопрос, если деньги действительно должны быть сделаны из золотого динара, из серебряного дирхама, как такой мог позволить себе? И еще один интересный момент, хочу, чтобы вы обратили внимание. Сподвижники, которые рядом с ним сидели, они должны были в первую очередь возразить и сказать: Роман, я амир муминин, Кейф, как ты можешь себе позволить такое, это совсем кардинально меняет ту ситуацию, которая была во время пророка, совсем недавно. Ты сам знаешь, что были золотые динары и серебряные дирхамы. Как ты можешь сейчас себе позволить даже мыслить о том, чтобы заниматься эмиссией денег из верблюжьей шкуры? Правильно же? Вот, в принципе, реакция должна была быть вот такого. Они говорят, они просто сказали: да, верблюда не останется. Они больше как бы мыслили о верблюдах, нежели о самом процессе эмиссии денег на государственном уровне. То есть тут, конечно, нельзя ограничить людей, сказать: ну что вы, ребята, вы что, за верблюды, что вы больше переживаете, нежели за будущее финансовой системы своего государства? Нет, без того, что люди ограничить, абсолютно. Все сподвижники, они очень хорошо понимали, что происходит, по крайней мере, в соответствии с теми реалиями, в которых они жили. Дальше. О чем это говорится? Когда не останется верблюдов. О чем это говорится? Каждый будет резать верблюд, зрять шкуру, делать монеты, и каждый, значит, станет иметь свои деньги. И верблюдов не останется, и каждый просто-напросто, ничего не вкладывая, не внося никакую полезную лепту в развитие экономики, просто станет богатым человеком. И Умар в конце отказался от этого. И вот по всей этой цепочке вы где-нибудь видите такой вот вопрос, или же вызов, который бросается, или же бросили против Умара, как ты можешь себе позволить, ведь деньги должны быть золотыми или серебряными, или такое. Нет, абсолютно, даже нет и низких. Хорошо, теперь у вас может возникнуть такой вопрос. Все-таки это не хадис, это все-таки какой-то исторический момент, даже если он достоверный, а вдруг есть вероятность, что не все будут воспринимать вот этот вот сценарий как площадку, на которую можно опираться. Хорошо. Мнение имама Малика, в его достоверной книге, то есть ожидания, которые мы находим в его книге Аль-Мудаввана, имам Малик, пожалуйста, текст можете сами почитать, те, которые владеют арабским. Я специально выделил. Если бы люди разрешили, то есть использовали между собой, договорились, шкур для чеканки. Это я коротко перевел. Если бы определенное количество людей договорились, что все, мы будем чекать деньги из верблюжьей шкуры, там даже верблюды даже не сказано. Ну, что это может какая-то другая шкура. Чекаем какие-то деньги, монеты, то что происходит?
то мне это не понравилось, да, то я порицал, да, значит, обмен или же покупка на золото серебро с отсрочкой. То есть он делает акцент, имам Малик здесь делает акцент на применение правил риба не риба, золото на золото, серебро на серебро, когда меняется, вот то же самое правило необходимо применить и здесь. То есть он не говорит, я не знаю, как могут люди, значит, чеканить деньги из шкуры. Он сам говорит, условно говоря, если бы они начали чеканить деньги, значит, из монеты, из этих шкур, то я полагаю, что нужно было бы применить правила касательно этих всех материалов, которые используются под правилом ростовщичества, риба. То есть, если ты меняешь одну монету на золото, то с отсрочкой нельзя. Купил одну монету на одну золотую монету или на серебряную. То есть, исходя из того, что Умар радиаллаху сказал, и исходя из того, что мы все там видели в этой сценарии, и то, что говорит Малик, имам Малик, рахимахуллах, мы просто-напросто можем сделать такой вывод, что не обязательно деньги должны быть золотыми или же серебряными. Вот. И, соответственно, уже уходим дальше. Должны ли они быть вообще подкреплены чем-то? Это вопрос такой ответ. Пожалуйста, вы можете возразить, но я это научно послал. Дальше. Что у нас дальше? Деньги, которые Умар предлагал, значит, имитировать, да, эмиссией заняться, монеты и шкуры. Он разве денег упомянул, что так, даже если мы будем выпускать монеты и шкур, но это не значит, что они будут простыми какими-то монетами, это они будут подкреплены золотом или серебром. Нет, ну доказательств, что даже была такая мысль. Даже имам Малик об этом не говорит. Значит, ученые об этом тоже говорили, Умар радиаллаху об этом говорил, его сподвижники об этом говорили, и нет ни одного доказательства того, что кто-либо встал и возразил с таким вот, да, открытым текстом, что деньги, мы же знаем, что они должны быть золотыми или серебряными. То есть, когда мы говорим с таким энтузиазмом, да, что наши исламские родные золотые динары, тут я хотел бы, чтобы мы немного вымылись и посмотрели историю и поглубже узнали бы, что на самом деле происходило. Сунами Сумусакову, что с вами стояли все разные, по группам решили, да, помолиться. Вот. Процесс эмиссии, предоставления денег рынку, изъятие денег с рынка должен быть свободен от рыбы. Ладно, это общий такой подход. Не только по отношению к биткоину, даже обычно исламской финансовой системе. Деньги могут быть изготовлены из любого материала. Это уже вывод. Деньги могут быть изготовлены из любого материала. Вот сегодня, условно говоря, если мы договоримся, что вот эту марку, да, сегодня мы будем использовать как деньги. Мы, какое-то количество людей, никто не имеет права на это запретить. Другое дело, какой может быть потом последующий эффект, насколько это выгодно, насколько это хорошо или нет, это другое. Я сейчас говорю просто о принципиальном вопросе. Можем мы об этом договориться использовать или нет? Можем. И не обязательно должно быть золото, серебро или же подкреплены чем-то, да, деньги. Эмитент денег и рубля федерального обращения могут быть разной структуры. То есть, почему я такой вывод делаю? Умар хотел как бы сделать деньги, чеканить деньги из верблюжьей шкуры, а когда сподвижники сказали, что тогда и верблюдом не останется, автоматически подразумеваем, что каждый человек, который просто владеет верблюдом, он может как бы сделать монеты из шкур верблюда, которым он обладает. Все, значит, эмитент и регулятор абсолютно могут быть разные структуры. Эмитент денежных знаков не вправе вступать с финансовыми институтами, проводят финансовые отношения, имеющие как бы, с целью получения финансовых выгод. То есть мы знаем, когда дефицит или профицит в банках, отношение Центрального банка к обычному банку, как регулируются деньги. Изымаются деньги на процентной основе и также расправляются, когда вот депозиты. Вот это абсолютно запрещенный момент с точки зрения шариата. Даже если Центробанк существует, условно говоря, в таком хорошем исламском государстве, Центробанк существует, эмиссия денег происходит только от Центробанка, размещение денег в других банках не должно быть на процентной основе, с процентной ставкой, что, в принципе, невозможно себе представить в сегодняшнем мире. Вот, дозволено использовать денежных знаков других государств. Имитированные другими государствами. Других государств, других эмитентов? Да. То есть, вот, допустим, золотые, почему я делал такой вывод? Золотые динары, серебряные дирхами были имитированы кем? Они же абсолютно не являются мусульманскими и исламскими.
Они были как бы из Персии и Римской империи, и они просто-напросто их использовали. Другое дело, что они видели, это самый лучший вариант наличия денег в золотом таком виде и в серебряном, они есть, да? Своя собственная стоимость у них есть, свои же монеты. Но является ли это правилом таким вот, да, каноном, что нельзя иметь другие виды, значит, валют с точки зрения шариата? Деньги не нуждаются в обеспечении реальными активами. Опять же, пример с того, что мы увидели, да, из этой истории Умара, он просто упомянул монеты из этих школ. Также имам Малик не сказал, не упомянул, что они должны быть подкреплены чем-то. Деньги должны имитироваться в достаточном количестве, насколько общество, экономика, я извиняюсь, насколько общество может нуждаться во многом, насколько экономика нуждается в этом. Дальше, не должно быть запрета и ограничений на денежные операции. Тут, конечно, Греф, в кавычках, друг Магомеда, да? Я с тобой согласен, у меня абсолютно такая же позиция в отношении к этому индивидууму, да? Касательно того, что он говорит именно в биткоине и, в общем, вся эта реструктуризация, которую он рассказывает в последнее время. На вывод, на перевод, еще вывоз денег из государства, за исключением, исходя из концепции маслаха. Если исламское государство, определенное исламское государство, видит, что вывод денег на сегодняшний день повлияет отрицательно на экономику, они могут запретить. Это не из того, что это какая-то прихоть, это не из того, что там какой-то султан или там король захотел, есть определенные доказательства. Но для этого должна быть сильная доказательная база. То есть есть шариатский комитет, который это все изучил, правильно, профессионально и сделал выводы. На сегодня нам нужно позаботиться, чтобы наши деньги не выводили. Вот это нормально. Это нормально, там нет никаких возражений. Денежные знаки, денежные обращения должны способствовать слаженному социального расслоения, конечно, и закат, и милость, все сюда входит, но когда речь идет о биткоинах, когда каждый человек находится в своем мире, таком маленьком, да, конечно, это уже внутри площадка огромная, его никто не видит, никто не знает, сколько у него денег, насколько он оплатил закат, и закат от чего? От денег. Если мы принципиально смотрим на деньги, как это должны быть или бумажные деньги, подкрепленные чем-то, или же золотые динары, или дирхамы, виртуальные деньги, это не самые деньги или нет? Закат нужно платить или нет? Тут огромное количество вопросов возникает. И если вы согласны с выводом, который я сделал, то это нужно поступить на академии. Если вы с этим не согласны, и у вас есть контраргументы серьезные, то, пожалуйста, не платите закат, но когда мы все там встанем перед Всевышним, тогда аргумент должен быть действительно серьезный. Децентрализованная эмиссия, Магомед уже сказал об этом, это видим, да, касательно биткоина, отсутствие регулятора, то есть полное отсутствие, можно сказать. Нашел блокчейн, расшифровал, я ожидал, Магомед скажет, там, это своего рода решение очень усложненной математической задачи, как бы найти вот эту, да, вообще, чтобы обнаружить блок, или добавить еще один блок к остальному блокчейну, это как бы своего рода solution, very sophisticated mathematical problem, очень усложненная математическая задача. Нашел, обнаружил все качество вознаграждения, ты получаешь биткоин. Но тогда это было больше, несколько лет назад. Сейчас количество биткоина это настолько ограничено, что можешь там 0,00 целых какой-то получить как вознаграждение, и не более. Очень тяжело. Целый фермер в Китае работает, и с ними соревноваться практически невозможно. Ничем не обеспечен, так же как и значит, монеты, которые хотел Умар выпустить и про которые говорил имам Малик, они тоже ничем не обеспечены, так что против криптовалюты мы ничего не можем сказать. Максимальный срок, Магомед, конечно, привел еще другие данные, он сказал, до 140, я в этом не был осведомлен, насколько я знал, до 2040, самая известная такая дата, да, период времени. Вот. Ну, они потом будут делить их. Закончится определенное количество маленьких глаз, они будут еще делить, что, виртуально делить, математическим образом, и все. Но что касается регулятора, или же кто является эмитентом этих денег, у меня скептика, моя собственная скептика по отношению к этому, всей этой действительно уникальной валюте, да, биткоин, если мы понимаем как валюту, эти люди очень грамотные, очень умные, безусловно, раз они создали эту систему.
основное количество биткоинов, вполне возможно, что они не платят. Вот видите, можно, Марина. Дело в том, что в чьих руках неизвестно, но были транзакции в первые годы, потому что сложность была, что можно было еще на калькуляторе считать. И первые там были транзакции, там было 192 тысячи биткоинов, 22,5 миллиона биткоинов. Что-то такое было. Но после этого сложность стала такая, что это сильно сейчас. Ну, даже чисто теоретически, если посудить, если мы как одна команда, мы знаем, что мы делаем, зачем нам пускать шанс, что кто-либо где-то в Мадагаскаре... Могли ли себе представить такой курс? Хорошо. Другой момент. По истечении определенного времени, 6 месяцев, год, когда ты видишь ажиотаж, мы практически можем применить. Это теоретически, мы, конечно, не знаем. В 2010 году, когда они как бы вышли из этой системы, то есть там курс лучше около 10 лет. Да. Ну, такой вот действительно огромный такой, курс поднялся, он последний год с лишним, да? Это за последний 2017 год, что произошло, это в августе был, значит, скачок очень сильный, и также в октябре до 6 тысяч долларов. Он, конечно, чуть-чуть потом упал, заново поднялся до 6 тысяч долларов. Ужас, что происходит. Действительно, в этом плане там нестабильность. Форекс есть, Форекс трейдинг, как раз, что Форекс площадки, все сейчас имеют биткоин. То есть добавили ко всем этим. Теперь можно еще, то есть он официально пошел на рынок на Форекс Exchange, и можно играть. Ну, Свет о чем говорит? Что связывает всех этих людей? Одно слово. Спекуляция. Вот все этих игроков связывает одно слово. Что на Форексе, что с этим происходит, это одно слово спекуляция. Все. А вот касательно спекуляции, что шариат об этом говорит, мы, конечно, должны дать ответ на этот вопрос. Высокая степень анонимности участников транзакций, полная открытость информации, как уже Магомед сказал, ладно, я не буду уходить, это детали, которые уже Магомед озвучил, просто посмотреть, есть ли что еще добавить. На данном историческом отрезке времени он действительно носит спекулятивный характер, действительно высокого уровня, очень высокого уровня, и, значит, ничего такого положительной лепты в развитии какой-либо экономики мы ничего не видим. Это абсолютно спекуляция. Теперь заключение, да? Если мы согласились с аргументами, аргументами касательно того, что деньги не обязательно должны быть сделаны из такого твердого материала, как золото или серебро, и также на основании того, что мы видели, да, вот, отрезка времени исторического факта со времени Умара, также имам Малика, то получается уже сколько миллионов человек, по некоторым данным, это были около 5, 8, около 6 миллионов человек, которые серьезно занимаются на этой площадке, имеют биткоин. 6 миллионов человек, если они согласились с этим фактом, что они воспринимают биткоин как деньги, мы можем сегодня сказать, нет, это не деньги. В общем, такой вот щепетильный вопрос. Нам нужны будут очень сильные аргументы, чтобы доказать правоту своего заявления. Поэтому биткоины на самом деле являются деньгами. Они являются, это действительно богатство, потому что биткоины, которые ты имеешь, ты можешь просто продать, ты можешь купить недвижимость. Общепринятые, по крайней мере, на этой площадке, у этих игроков. Даже те, которые не являются игроками вот, внутри блокчейна, есть люди, которые продают свою собственность, говорят, вот эту собственность я ее продаю за биткоин. Пожалуйста. Он даже не вошел в блокчейн. Это человек как бы аутсайдер, да, он за пределами, но он готов сотрудничать с вами по применению, значит, биткоинов как ценность, можно сказать, да, или же как мера стоимости. Значит, тахаум. Вообще, я почему упомянул Марл, тахаум и самания в книгах мусульманского права, то есть фикх, который мы называем, всем известный Махалуш, да, Канзур-Арабин, Алейна, Фихаль Аль-Фаз Аль-Шуджа, все вот известные наши фикх-книги по мацу имам Шафи, вы можете увидеть вот такой вот подход ученых, не все, конечно, они в один ранг это все упоминают, в разных книгах можно как бы заключение сделать, что деньги это как бы богатство, мало, на английском это wealth, то есть то, что ты воспринимаешь как вот, у меня есть богатство, да? Вот это есть одна из определенных таких особенных характерностей.
Второе, ценность. То есть один биткоин сколько он стоит? Что можно купить на один биткоин? Есть стоимость? Есть. Мы только что говорили, что это $6000, значит есть стоимость все-таки. А что касается самания, раз то, что говорит, меры стоимости, то есть внутри этих денег, этих виртуальных денег, есть ли какая-либо стоимость? Ее нет. Так есть ли какая-либо стоимость в рублях, которую держит у себя в кармане? Какая стоимость там внутри, какая собственная стоимость? Нет, однако мы его воспринимаем, да? Этот рубль воспринимаем как официальная и надежная в плане того, что мы используем. Не так надежно в таком плане. Но свои деньги, да? По крайней мере, в этой стране это наша валюта. Теперь, даже если нет меры стоимости в этих деньгах, она измеряется другими валютами, как мы уже и сказали, $5000, $6000. Значит, все-таки можно сказать, что в какой-то степени не в прямом смысле там есть мера стоимости. Следовательно, самый последний слайд, что мы говорим? Биткоин не является запрещенной валютой с точки зрения шариата. Как биткоин, как валюта. У нас нет никакого основания сказать, что биткоин харам сам по себе. Это первое заключение. Второе. Используем биткоин для обычных транзакций. Купли-продажи. Захотел где-то купить недвижимость, захотел продать биткоины, которые у тебя есть там на доллар, еще что-то. Пожалуйста, никаких проблем. Покупка биткоина для цели сбережения, или же с целью сбережения. Вот хочу накопить деньги. Вот. Ладно, не буду майнингом заниматься, но я их куплю и положу. Я вижу, что как вот, тренд неплохой, скорее всего, до $100 000 дойдет, но это по вашим оценкам, по оценкам любого индивидуального человека, который наблюдает это. И он решил, значит, купить и положить. Наше отношение к нему, что, то есть, те, которые со мной согласились, по этим выводам такого, 50 на 50. Мы не можем сказать, что это харам. Раз мы разрешили биткоины как деньги, то мы не можем сказать, что ты не можешь купить и положить. Значит, не является харам. Но из-за того, что происходит на самом деле в реальности, и он носит чисто спекулятивный характер, чтобы ты не являлся одним из участников, который поощряет и дальше вот этот спекулятивный процесс, нам этого не нравится. Лучше воздержаться. Но если ты хочешь, допустим, купить какой-то актив, именно на эти деньги только и продается, пожалуйста, покупай на биткоин, на свои доллары или рубли покупай биткоин, и биткоин покупай, значит, этот актив. Но заниматься именно майнингом из-за того, что он носит чрезмерный спекулятивный характер и чрезмерный уровень риска, потому что есть огромная вероятность, что вы ничего не найдете, даже если вы огромное количество эсиков, микрочипов поставили, вот здесь вероятность, что ничего не получится, потому что есть гиганты, динозавры в Китае, которые просто-напросто поглощают, там, не знаю, энное количество, огромное количество электроэнергии и работают тысячами, если я не знаю, сотни тысяч, вот одновременно занимаются майнингом. А наши компьютеры просто-напросто будут не способны. Так уже получается, что мы впадаем еще в мейсер. То есть эта спекуляция, это как бы азартные игры. Давай поставим несколько компьютеров, подключим эти асики, о которых Магомед уже говорил, вот эти микрочипы, давай займемся майнингом. Вдруг не получится. Да, ну конечно, это получается, как бы ты сделал как бы ставку. Ты сделал ставку, оп, не получилось, ладно, может в следующий раз. Уже чисто такое носит не только огромного риска, да, или спекулятивный характер, мы в принципе попадаем в территорию азартных игр. Мейсер, это что действительно прямым текстом запрещено, значит, шариатом. Поэтому вывод мы сделали такой: иметь в наличии какой-то кошелек и иметь какие-то деньги, биткоины, пожалуйста, хочешь покупать, продавать, тоже никаких проблем. Использовать для цели сбережения какого-то нежелательного характера носит, но мы не можем его запретить. Но это у нас нет никаких сомнений, что кроме негативной лепты в экономику мы не вносим. Огромное количество хлынуло на эту площадку, те, которые понимают, те, которые не понимают, алим, муджахид, все подряд туда хлынули. Есть те, которые грамотно могут из него извлечь пользу, получить деньги, другие, которые просто, значит, потратили электроэнергию и потратили огромное количество денег, чтобы просто не повторяться. И не только это, они в этом мире потеряли деньги, и, да, как профан человек остался. Перед Аллахом Субхану ва Тааля придется отвечать. Что тебя заставило
зайти на эту площадку и вовлечь в себя именно значит, эти операции, которые носят чрезмерно спекулятивный характер, мысль и так далее, и так далее, и так далее. Нам прежде всего нужно думать о том, как мы ответим перед Аллахом Субхану ва Тааля. Вот такого рода мы сделали вывод с моим коллегой Мухаммад Дендиев. И если есть какие-то вопросы, возражения, может есть какие-то другие аргументы, контраргументы, буду только рад услышать и взять, как говорится, свой арсенал. Вопрос просто такой банальный вопрос. Наверное, нет интернета, нет света. Все нет Согласен. Согласен. В то же время, я слышал эти аргументы, я еще делал семинар, я вот вчера буквально выступал в Турции, презентация насчет этой темы. Есть такие вопросы. Хорошо. Банковская карточка у тебя отказала. В субботу, воскресенье. Банки не работают. Что ты собираешься делать? Да все выключено. Правильно? Какой-то сбой произошел в банковской системе, внутри какой-то технический сбой. Что ты можешь делать? Ничего. Кроме как занять у кого-то, подождать, сказать, когда я тебе верну. Потом. Это уже как бы побочное действие. То же самое можно сказать. Нет интернета, нет электроэнергии, действительно, у тебя нет доступа. Это действительно виртуальные деньги. Но очередь взять невозможно. Но такие же вещи происходят и там. Если сказать касательно спекулятивного характера, то Форекс, что это такое? Если в этой жизни есть что-либо, которое можно назвать площадкой для полной спекуляции, то Форекс является номер один. Так, пожалуйста, и тут есть спекуляция. Но другое дело, ты должен себя вовлекать в это дело или нет? Ты просто чисто ты уходи, а сам биткоин, эту валюту можно его воспринимать как валюту или нет? Вопрос такого, пожалуйста, покупай, продавай. Майнингом заниматься, просто не очень повторяться, такого не следует. Тик, 50 на 50, и вот, значит, в банке, например, если у тебя есть деньги, да, миллион рублей в банке, ты понимаешь, что этими деньгами они крутят, то есть участвуют и в выборах. Размещается депозит на краткосрочные, да. Твои деньги ты должен знать, что они участвуют в процентах. То же самое я, например, не считаю, что они должны быть у тебя в банке, если есть какие-то деньги. Да. Ну, вот этот аргумент, который вы приводите сейчас, можно ли его применить против, или же за биткоин, или против биткоина, это уже, он носит такой чуть-чуть другой характер. Вот если вот миллион рублей, которые у тебя есть, ты их оставишь дома, риск намного выше. Все, что угодно может произойти, да? Тем более, если люди знают, что есть такие деньги в наличии, лучше их оставить в банке. А нет таких банков, которые размещают свои деньги на беспроцентно. Ну, сейчас, конечно, есть, я согласен, в последнее время есть определенный аккаунт. Счета можно открывать, где тебе не начисляется. Но другое дело, они используют твои деньги, да, дебетовые. Другое дело, они используют твои деньги чисто в таких вот сферах, да, вот, на с процентной ставкой. Это уже, как говорится, out of your hands, это уже от тебя не зависит. Поэтому тут кого-либо винить или чувствовать какую-то вину, как бы это нет необходимости. Современные деньги, они вообще неотделимы от процента, к сожалению. Вот. С одной стороны. С другой стороны, важно твое намерение, когда ты их обращаешь в банки, они только от банка людей используют. Ты только сохранить их хочешь. Просто когда с целью сохранения. С целью безопасности, можно сказать. Коротко, если сказать, с целью безопасности. Вот сейчас четвертый пункт, процесс майнинга на сегодняшний день, он немножко система она новая, и поэтому мы видим риск, чтобы открыть майнинг ферму и так далее, и так далее. На сегодняшний день, вот в 2018 году, мы не знаем, то есть есть действительно большой риск. А может быть такое, что после определенного времени, например, 50 лет, 100 лет, мы не знаем, может быть биткоин станет там определенной валютой, да, главной валютой в мире, там будет своя регуляция всего этого. Вот тогда. Ну, понимаете? Понял. Вот является ли этот хукм, этот вывод постоянным? Вот вопрос, да? Абсолютно нет. Что такое фатва вообще? Что такое юридическое заключение мусульманского ученого? Что это такое? Наверное, это говорится танзиль хукм шар'и аль-ваки. То есть ты применяешь, значит, вывод, сделанный из общего, значит, наблюдения текста шариата на тот момент, на ту ситуацию и
ту среду. Вот и все. Среда поменялась, время поменялось, факторы поменялись. Абсолютно возможно, что это поменяется. И мы вот здесь большую галочку поставим. Из Мейсера халялку не превратится? Нет, другой вопрос. Вот, допустим, условно говоря, сегодня, дай Аллах, люди на государственном уровне, значит, лидеры стран, те, которые имеют эти инструменты в руках, инструменты влияния, договорятся, что Форекс нужно прекратить. Было бы хорошим показателем, да? Запретить Форекс и все. Чтобы не было спекуляций. Правильно? Но пока этого не делают. Но даже имея в наличии вот этот Форекс, огромную площадку, которую только и делают, что занимается спекуляцией, мы же с тобой пользуемся рублями, долларами. Эти же есть валюты, которые используются в Форексе. Но, то есть вопрос в чем? То есть мы должны адресовать, значит, свой вопрос не к самой субстанции, да, этих денег, а к методам, из которых мы используем с этими инструментами, которые мы используем с этой валютой. То есть убери вот эту вот ситуацию, убери Форекс, деньги останутся, деньги в чем виноваты? Ну вот он и спросил, майнинг в дальнейшем может стать разрешенным, спрашивает. Теперь, если, я поэтому говорю, в будущем все предсказать, конечно, только один Аллах Субхану ва Тааля знает. В будущем, если как бы все устаканится на простом языке, и это все выйдет на уровень, хотя очень тяжело представить, что это выйдет на уровень государства, потому что как только государство входит в эту площадку, оно становится центральным регулятором, что в принципе является противоречием основному принципу самой криптовалюты. Может быть, в будущем это все устаканится и не будет носить такого страшного, явно выраженный спекулятивный характер. Возможно. Тогда мы не обязательно должны это все запрещать. Потому что если человек знает, что он купил компьютер, что он как бы включил, значит, этот ASIC-чип, микрочип, или же там еще, может какой-нибудь другой инструмент появится в будущем, он знает, что он потратит вот столько, он будет работать, электроэнергия, и он получит какой-то план. То есть это как бы ты работу делаешь. Понимаешь? Да, риск, по крайней мере, минимизируется. Риск, он есть, он везде. Аль-Гарар Сагир, это называется в книгах в мусульманском праве. Аль-Гарар Сагир такая вот немаленькая неопределенность, чуть-чуть такая вот неопределенность, она везде присутствует. Она везде присутствует. Но когда ты покупаешь машину, допустим, вот я смотрел, там машина там 2015 года, все нормально, как бы, двигатель, все хорошо работает. Приехал домой, потом ты обнаружишь там где-то что-то не так, там под колесом, где-то что-то увидел. Но ты же не мог это все предать. Ты сейчас не можешь нарушить контракт из-за этого. То есть какой-то аспект неопределенности все равно остается. Это не проблема в исламе. Другое дело, в каком процентном отношении он явно выражен, носит характер. Поэтому в будущем, если мы увидим, что нет такого спекулятивного, такого сильного спекулятивного характера, то нет проблем. Потому что деньги, они действительно могут быть проданы, куплены. Вот, обмен валют, обменники, то, что мы называем, это что такое? Почему мы, вот, постоянно возникает вопрос, у меня есть статья касательно Форекса, несколько лет назад мы его выпустили, напечатали, возникает такой вопрос, вот, я не хочу сказать наивный, но вот такой моментальный такой вопрос, если Форекс, где торгуют, продают и покупают валюту, если это ненормальный процесс, то почему обменники не закрываются? В обменниках ты отдаешь реальную валюту и покупаешь реальную валюту на месте. Понимаешь, вот, где моя валюта? Вот она в руках. Где твоя валюта? Вот она в руках. Получил, все, отдал, получил, ушел. Никаких. И этот человек действительно заслуживает того, чтобы он разницу на этом делал и получал свою зарплату от этого. А на Форексе что происходит? Абсолютно на диджитал уровне, то есть на цифровом уровне все происходит. Нет вот этого хаоса, то, что называется, да, possession. То есть ты его не получаешь в руки. Если его отдал и купил, деньги, да, именно касательно денег, золото, деньги, серебро. Вот эти вот три вещи, запомните, те, которые не осведомлены об этом. Золото, серебро, деньги. Никогда не покупайте с отсрочкой. Поэтому то, что у нас распространено, касательно того, что мы в рассрочку берем некоторые золотые ожерелья для наших дочерей, сестер, когда они замуж выходят, чтобы мы потихоньку расплатились. Это во многих странах, к сожалению, пользуются этим. Да, вот, сиюминутно отдать 50 тысяч рублей, 70 тысяч рублей за золотые ожерелья, да, вот для невесты. У нас нет. У нас что делаем? Сейчас мы берем 10-20 тысяч, как
первая оплата, да, и, значит, потом потихоньку платить. Это харам, это риба. Этого нельзя делать. Вот поэтому золото, серебро и деньги. Коль мы принимаем биткоин как деньги, те же самые правила применяются по отношению к деньгам. Об этом надо говорить почаще. Об этом надо, наверное, больше интересоваться чаще. На Форексе вещах ищи. На Форексе вещах в биткоине ищи. Биткоин хейли, кадо хейли, Форекс, как территория, негативный должен, а мусул денс, духи должен, как я сказал, мусул мусул ден пей не должен, одмуш пей не должен, а мы денем читаем, что андат читаешь. Цезда, определенный дед тут никакую не вносишь полезную. Цезда что зло, игр цугаря должен, мало хата была на то, я говорю, что игр цугаря должен, мало وصل لجبال سواء شيء حديث كبير ولا هذا الذهب بزاف والفضة بالفضة ده شو خوت شان ده تو خوت شان بورتي جا خوت شان تو خوت شان حدينا يلا من الشباب ولا هذا لو شان يدا بيدي تيجي خليتش ها وها عندي تاع حديث كا تيجي خوت شان ربعهم راح يصلوا كده ايش ده خوت شوش تيجي شلون ده виртуально видим охлаждаться все очень быстро происходит ты что создать додас благодаря спекуляциям, я буквально передние души, пецаны, я прихождать. Отсюда вообще Форекс, духа могут чайло, бережи, духа могут чайло, Форекс свои нельзя интернет-магазин купи продать. Интернет-магазин цены, она гасаны рыбовые уже, амортиэти, масала. Она гасаны интернет-магазин цены, такие это. يروح يتسع يقيت حمية تكوى حديث عقب بروبلمات أنا بيت سمن أجل أو سبحان سعيزر أختي حق على الأول اسمه بدأ اسمه سامي ومتى أختي حق على الأول توار حق على الأول إلى جت توار حن سعيزر أختي حق على الأول حن سوى خاطر ده وجه ساعات أنا أقدر أشوف تريبا ولا شو جت بشون مثلا أنا خاديش عند يصير يوفر لي أختي بدان شو كحاجة بوصل قدي ممكن قدي بترأس حياتي كويت وهنجيب تجارة تنور أخش وقور أخش وقتش دشو ده توي أخش يعني ده شو يدوش ده أخش توار صلاة اللي توار اسمع ده تنور أخش كل شيء شكل ورا أخش ده شكل ورا دشو ده تو دلي بس شكل كبراي وجو просто يتر دوستك ويتر يوكر حنت أخش عدم حنت نمشي توار حيتر سموه ده حنت أخش عدم توار تحق حيتر اسمه ده حنت توار حيتر أخش تحق عدم اسمه ده شو تحق أخش عودوش تحق توار حيتر وجماندي اسمه ده فيوتشرز كفاست فيوتشر اسمه ده وشو فيكسيرو يوع مخ نقول там 100 тысяч тонн нефти حيتر год он построил энное количество энной суммы допустим условно говоря $100 удаст за баррель масла ну цахан $25 удаст масла иначе подумают, что он вообще отвечает реальности. А да, уже баррель на аппарате, $25 удаст. А сундовку через 6 месяцев 100 тысяч тонн дохода, да, гайза тонны нефть дохода, из меня говорили, ханс контракт я живу щели. Ханс дохода. Схада дехтем. Схада через босс бина могли дать تحر مقطع قولي تحر توار حواتر حنس شعور يركي حنس برتبره موجودة داس بوصل بينجو حنا تشبه دكتور يحبوني بوقت أنا كنترات نهاية حنس المخطط بقى حوالي وانجوا دي بوقت سكان دهر مش معه كتير أزمني هذا عشان نحن هذا إلي أنا مرات كده هذا دكتور زشيم لا هاي شيء دليل المسلم كنسا نو شدي شو دفت زي أحسواش أشلو شتوت تشتون دوق ده قجال أز دوق يعني حب بريكة قبول مسلم بس شو يشي وليه ده можно но это не значит что мы сейчас определяемся цены мы определяемся мы хватаемся но حب ما دوق ده это сказать сумму первую очередь тебе очень замечательно акции, которые действительно за этими
акции, которые подкреплены определенными активами, настоящими активами, никаких проблем. Допустим, вот этот вот зал, он состоит там из 50 тысяч кирпичей, допустим, да? Его разделили на 50 тысяч долларов, допустим, условно говоря. Каждый кирпич имеет цену $1. Все, ты продал эту акцию, здесь этот кирпич. Если, вот, теперь вопрос. Если этот зал... Фиксированная арендная плата, допустим, Huawei, але откуда акции эти масала, акции эти хорошо, что тут надо обычно есть галва, это там условно говоря 10 тысяч рублей сдавать. Психически уже хаса. Но сдавать 10 тысяч, исходя из реальности, 10 тысяч, 10 тысяч ребята лучше она аренда она на 5 лет. Это контракт, он обязан обидеться, он обязуется платить. Вот исходя из этого мы точно можем тебе сказать процентное отношение, что ты будешь получать. Это не проблема. Но это не значит, что ты имеешь право в случае какого-то дефолта, в случае того, что человек там, да, аннулировал контракт, потом ты на 5 лет пожмал, я на ходил Ауали, так уже рыба территория. Фьючерсные сделки, рынок нефти, там все сделки фьючерс. То есть насколько правильно продавать через них нефть. Я понимаю, другой возможности на международном рынке нет, а только так его можно продать. Ну, почему? Commodity market, почему нельзя продавать? Конечно, можно, не обязательно. Там бывает фьючерс. Нет, конечно, можно, синюю можно. Конечно. Это на английском называется on the counter. On the counter. Прямо на месте можешь продать. А в интернете на висят и на почте оплачивают, да. А потом выходит, получается, уже вы сегодня договорились на сайте, но оплачиваешь уже потом на почте товар уже и разрешаться ищи. Нет, лишь ассоциация أخش تعوج عديت فيه دشوا دتوا أخش كيف توا بس برمي ما يحصل نو تحت عم بوصل بين جوع يكمل من جوع ستة فقن عندهم ده خلاص بيجي ما شاء الله دوخش توا حتى أنا أساس دوخش دوخش مسلي عم دوخش ديزنت ليش هو يدرس أنور إير بيجاسوس وأنا أحتاج عش أبي يجي تعرف مستوى بلاد يجي ترتيش ولا بيعتيش ولا ستورتي تام نكفكاس أبراهيم شو خذ خيش ستورتي سو عصر لي عصر وبوكس يعني بلاد كيس حاجة أشياء أس حتى يقدر كم $100 وكان بلاد можно купить дело عملية я когда عود выделить место 15 понятно то есть ездить совершенно отдельное место ездить последний бесплатно живем вот и следующий автомети с хакашится выбрать я выбрал 10-15 $, но изначально может махават печаль очень кадровый, что я кадровый, стища бог. Смотри, что был бизнес. Вот из хаса, это сунул с регулярным стища бог, революция стища бог, сунул что жил был бизнес. Вы да хамлат, вы хакис бизнес билет, на билет есть, сашли что жил просто удобно жаля. Сюда сам хада, допустим, في الحوض بالمخ، كوتشي الأول خير المخ أو بقى дополнительно издержки купюрами. Они что да, между территорией Кавказ, гений, получше, ай, масла Англии, там, да, в Москве едешь сандать, что он может, я опять что, масла Оли, вообще, хорошо, по крайней мере, говорит, как есть, реально. А потом перед фактом, а вот мы, а видите, 5 тысяч рублей, 7500, когда я, вот, за 2500, уже кто выездил в Сахарин. Говоря, слово на Сахарин. И? Essa é uma ação que tu traz, essa é uma ação.